учим своих детей тому, чему учили нас наши родители, передаем какие-то заветы, делимся своими собственными жизненными открытиями и передаем те задачи, те мечты, которые сами не успели осуществить. Поразительно. Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Доброе время суток. Вас приветствует Якутск. Меня зовут Владислав Левочкин. И я люблю литературу так же, как любите ее вы. Мы продолжаем нашу школу драматургов Арктики. Она посвящена памяти нашего якутского писателя, драматурга, лауреата Большой литературной премии Василия Егоровича Харсхала. И мы благодарим наших коллег, партнеров, прежде всего фонд президентских грантов, а также фонд тотального диктанта и точку кипения Якутск за возможность организации сегодняшнего мастер-класса, сегодняшней встречи. И сегодня у нас в гостях выдающийся писатель, автор многих бестселлеров и лауреат многих литературных премий Дмитрий Глуховский. Давайте поаплодируем. Как всегда, в начале нашего мастер-класса мы делаем просмотр читки, которая состоялась на ледоколе «Красин», которую поставила режиссер Ксения Никитина в исполнении артистов ведущих драматических театров Санкт-Петербурга. Пожалуйста, вашему вниманию. Все имена героев, организаций, компаний и государств в этой книге являются вымышленными. И совпадение их с именами и названиями реально существующих людей, организаций и государств случайны. Рассказ «From Hell». Михаил Семенович, проснитесь, там такое! Потряс профессора Штейна за плечо ассистент. Профессор закряхтел и повернулся на другой бок. Ничего такого в этой бездарной и бессмысленной экспедиции быть не могло. Ничего, кроме кровожадной мошки, способной, наверное, сожрать за 10 минут целую корову. Ничего, кроме комаров размером с откормленную дворнягу. Ничего, кроме пота и водки. Да еще пыль, грязь и камень. Поперся на старости лет. Пшел! Михаил Семенович, бур провалился, и мы что-то нашли. Вас только в последний момент уже стали будить, когда поняли, что нашли... Что нашли? Мы не знаем. Ой, ладно, иди там, я сейчас соберусь. Неужели они нашли то, зачем мы ехали в эту идиотскую экспедицию? Экспедицию, из-за которой он поругался с женой, из-за которой пошел на обострение со своим хроническим простатитом и остеохондрозом. А ведь вроде научились мирно сосуществовать за последние 20 лет. И зачем ему это все было? А затем, что довольно успешный и довольно признанный доктор геолого-минералогических наук профессор Михаил Сергеевич Штейн, советский и российский ученый, был совершенно недоволен своим положением. Он шел в науку, чтобы стать великим, чтобы сделать открытия, которые смогли бы перевернуть мир. А наработал в лучшем случае только на 1,5 строчки в энциклопедии. И случись ему откинуть копыта, эти бессмертные ослы в Академии наук еще придут потоптаться на его могиле. А потом сделают все возможное, чтобы статью в 1,5 строчки даже не включали в переиздание. Вражье. А тем временем он сделал величайшее, важнейшее открытие. Предположил новое место разлома земной коры. Если он оказался бы прав, всего через 3-4 миллиона лет территория нынешней России окажется разорвана между 2 новыми континентами. И это уже вопрос государственный. Но, конечно, за такую крамолу первосвященники из Академии сразу его распнут, если только он не сумеет предоставить доказательства, пробы пород, свидетельства процессов, которые идут уже сейчас, пока на больших глубинах. Профессор, ради бога, взгляните на это. Мамонта кусок, что ли, откопали? Или трилобита какого-нибудь? Что ж там такое? В середине лежала, подергивая огромными кожистыми крыльями, омерзительная тварь. Из разможженной плоской башки натекла лужа черной крови. Взгляд зеленых глаз с узкими горизонтальными зрачками был неподвижен, но веки опускались и поднимались еще время от времени, а ребра вздымались в редких тяжелых вздохах. Никита подстрелил.
Откуда оно взялось? Из шахты. И как же, интересно, оно попало в шахту? Оно там было. Мы его освободили. Исключено. Исключено. На глубине 3 километра. Это антинаучно. Внезапно бестия вздрогнула, подняла голову. Горизонтальные, словно у козы, зрачки, совершенно неуместные на отвратительной харе, нацелились на Штейна. Пасть на акулей манер, усеянная острыми клыками, раскрылась, и тварь загоготала. Чудовищный, невозможный звук, смесь хохота и басовитого, слишком низкого для человеческого горла бараньего блеяния. Отсмеявшись, она запрокинула голову и подохла. А еще через несколько минут, когда солнце окончательно вышло уже из-за сопки, под его прямыми лучами туша вдруг задымилась и сгинула. Антинаучно. Из проклятого иркутского аэропорта Штейн улетал с некоторым страхом. После обнаружения странного создания над экспедицией словно повис страшный рок. Сторож спился и утонул. Занятые на шахте рабочие после очередной смены сбежали в тайгу и пропали там с концами. Одного из геологов нежданно поразил лунатизм, и во сне он попытался с топором пробраться в профессорскую палатку. И эта история с крылатой тварью, так и не получившая никаких вразумительных объяснений. А потом бур повис над бездной. Огромной, нескончаемой пустоты, вроде пещеры, если забыть, что на такой глубине никаких пещер быть не может. И одно это открытие уже обещало профессору некоторое бессмертие. Только теперь как докажешь? После того, как бригадир спустился в шахту с ящиком динамита и подорвал себя там на километровой глубине. Теперь же никому ничего не докажешь. Профессор, атеист советской чеканки и космолит по безысходности, сжал в руке образок. Нет, лучше не заикаться даже. Иркутск, Москва на посадку. Завопила перегидрольная хабалка в старорежимной униформе. Штейн украдкой прижал образок к губам. Ох, было бы неудобно, если бы коллеги застали его за целованием иконы. Хотя, говорят, Эйнштейн тоже верил. И ничего. А хоть бы даже и застали. В такой истории подстраховаться перед полетом не помешает. А что в Москве? Куда он там сунется со своей доказательной базой? Чего стоит свидетельство геологов, половина из которых летит домой в смирительных рубашках? И все, что у Штейна есть в арсенале, электронные файлы с записанными звуками. В бездну спускали эхолоты и микрофон. Маловато, чтобы перевернуть вверх тормашками всю науку. Недостаточно, чтобы обосновать совершенное Штейном открытие. А ведь он открыл преисподнюю. Дедушка, тебя к телефону, выговорила Алиса. Спасибо, зайка моя, иду. Штейн, сказал Штейн по телефону. Михаил Семенович, рекомендуем вам немедленно прекратить работу. Какого черта? Кто говорит? Говорят из больницы Алексеева. У нас тут проходит реабилитацию один из ваших коллег. Вам меня не запугать. Слышите? Вам меня не запугать. Алиса, которая под аккомпанемент телевизора строила из томов Большой советской энциклопедии 1935 года выпуска домик для своих кукол, перепуганно уставилась на деда огромными синими глазами. Михаил Семенович, если вы вздумаете куда-нибудь с вашими бумагами идти, мы за вами сразу неотложку отправим. Не запугаете. Запугаем. И гудки. Дедушка, у тебя все хорошо? Не знаю. Не очень. Штейну не хватало сил даже подняться с кресла у телевизора. У пенсионерки Нины Николаевны жизнь налажена, но в этом месяце ее пенсия будет повышена на 7,3%, и все станет еще лучше. Перед объективом предстала румяная и подтянутая старушка, гоняющая чаи на милой и уютной кухне. Дедушка, у меня к тебе вопрос. А почему в телевизоре все такое яркое? И почему всегда у всех все так хорошо? И так разве бывает? В этом году ассигнование на науку увеличится на 17%. Наш корреспондент Иван Петров заглянул в научный центр в Королеве и ознакомился с новейшими технологиями. Тут гагаринскую центрифугу используют для лечения болезней позвоночника. А это, Алисочка, потому, что телевизор – это окно в другой мир, в волшебную страну Зазеркалья. Там все очень-очень похоже на то, как у нас, но все по-другому. Там люди все счастливые, и у всех все получается, и денег всем хватает. Антинаучно. Ну, других объяснений нет. Дедушка, а вот в это твое Зазеркалье можно как-нибудь попасть? Вот хотя бы на минуточку, а? Надо очень хорошо учиться, соврал Штейн.
Открыто крупнейшее в мире газовое месторождение. Запасы природного газа месторождения Сахалин-4 по предварительным оценкам составляют более 1,5 триллиона кубометров. Компания «Газпром». Вот. Нечего было заниматься тектоникой. А надо было из геологоразведки туда идти, к газовикам. Есть ведь и среди геологов счастливые люди. Спасибо нашим артистам и режиссеру. Друзья, мы погрузились в текст. Ну вот скажите, Дмитрий, у вас уже такой большой опыт экранизации, вы работали сценаристом. А есть еще трепет, вот, когда слышите свой текст вот, в исполнении артистов? Да, ну вы знаете, в особенности, конечно, трепет, когда я слышу именно этот текст, потому что у него шансов на экранизацию нет никаких, потому что выясняется, что то есть этот ученый, я расскажу вам сюжет, этот ученый открывает при помощи бурения врата в преисподнюю и хочет зарегистрировать открытие, но все его считают сумасшедшим, его освистывают на заседании, значит, Академии наук, а потом, когда все академики стоят и уходят, остается только один человек в черном костюме, который говорит: ну я знаю, что вы не врете, что вы действительно открыли врата в преисподнюю, но мы не можем все равно зарегистрировать это открытие. И этот Штейн говорит: ну почему же? Он говорит: ну потому что это открытие сделано до вас. Он говорит: а кто вы? Он говорит: а я из компании «Газпром». И мы давно уже, во-первых, все открыли до вас, во-вторых, наладили надежное партнерство с нашими, значит, соседями снизу, и берем у них газ, приходится некоторые вещи тоже нам на государственном уровне выполнять по взаимным обязательствам. Вот. И в этом, собственно, главная шутка, что рассказ начинается как такой хоррор-триллер, а заканчивается как веселый такой юмористический, значит, сюжет. И когда ты смотришь, как эта история, конечно, зачитывается такими талантливыми, тем более артистами вслух, сердце начинает биться чаще. Ну, наши читатели и зрители могут увидеть полностью весь рассказ в исполнении артистов в сети. И вот в связи с этим тоже как бы, напрашивается вопрос, скажем, часто затрагиваете политические темы, да, надо сказать, что здесь есть влияние и вообще в целом русской литературы ощущается в этом, поскольку так у нас сложилось, что часто, и вообще не только в России, а вообще в мире, часто писатель становится в оппозицию, да, к действующей власти. И здесь вот есть упоминание о том, что, конечно, все факты, которые изложены в рассказах, это являются вымыслом, это художественный вымысел. В этом отношении, вот как вы считаете, вообще писатель может быть свободным от политики и может ли он высказывать свои мысли, скажем, не отображая вот своих политических взглядов? Это сложный вопрос, и меня достаточно часто критикуют за политизированность моих книг и рассказов и так далее. Но для меня это естественная совершенно часть работы моей, потому что я по образованию на самом деле журналист, международник, и за политической повесткой новостной и в России, и за рубежом еще со школьных лет слежу очень внимательно. То есть я в этом и более-менее разбираюсь, очень этим интересуюсь, и мне кажется, что это очень важная тема для исследования, тем более в такой стране, где все неоднозначно, как у нас, и где, в общем, движение к свободе, от свободы и обратно к свободе идет как бы поршневидно, скажем так, туда-сюда, где власть и народ находятся в отношениях не самых простых и так далее, и где власть осуществляется часто за счет, чаще всего сейчас, по крайней мере, за счет каких-то там манипуляций, дезинформации и так далее. А меня еще, как информационщик, это тоже очень интересует. И обман, и самообман населения, и цензура, и самоцензура. Это все вещи очень интересные и принципиальные для исследования. И мне кажется, что в России политическую повестку от общественной отделить очень трудно. Да? И политическими становятся темы, которые где-то в другом месте были бы, может быть, не такие уж политизированные, как, например, эпидемиология. Да? Допустим, хотя, с другой стороны, ковид везде стал политической проблемой, не только у нас.
И в Швеции были серьезные разногласия, и там сейчас в Восточной Европе в связи с закупками спутника, например, там, и в, не знаю, там, в Израиле, где ускоренная вакцинация населения стала поводом для укрепления позиций действующей власти. И у нас, где занижаются, очевидно, цифры, потому что официальных смертей от ковида 100 тысяч, а разница в смертности с прошлым годом 500 000. И куда делись еще 400 тысяч человек, непонятно, и об этом как бы не говорят. То есть мне кажется, что, во-первых, от этого нельзя уйти, очень трудно уйти, или уходить вообще в какие-то личностные совершенно истории, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, и вообще, ну, всячески осторожненько так вот эту повестку обходить. Но, по счастью, на самом деле, в России мы все еще гораздо в большей степени имеем дело с самоцензурой, чем с цензурой. И мой пример, в общем, об этом говорит, и это доказывает. Сколько бы я не критиковал действующую власть и на каких-то радиостанциях, и в интервью, вот, пожалуйста, тем не менее, я приезжаю, значит, в Якутию, становлюсь автором «Тотального диктанта», никто мне никакие площадки не забирает, значит, ничего мне не обрезает, и я относительно свободен как бы в том, чтобы продолжать свою творческую карьеру так, как хочу, да. Книжки мои издаются, вещи мои экранизируются, ну, каждый раз так, ну, ладно, там, типа, допустим, вот текст, там они там думали, снимать, не снимать, все-таки поставили, значит, топи, они такие покряхтели, значит, поставили тоже в эфир. Ну, дальше какие-то возникают определенные проблемы с этим, допустим, но тем не менее все не так плохо. То есть люди гораздо чаще сами себя в чем-то ограничивают и сами себя подвергают цензуре, на упреждение работая. Может быть, потому что с советских времен сохранился какой-то вот такой суеверный практически страх перед властью и перед нежелание даже как-то выражать свое мнение, спорить на всякий случай, да. Люди, может быть, не очень понимают, что этим они как бы, это такая жертвенная психология, а жертвенная психология, жертвенное поведение, оно предрасполагает как бы абьюзера к абьюзу, да, то есть надо ли жертвенно себя так вот особенно как-то вести. Интеллигенция, с моей точки зрения, находится, вот если есть какие-то весы, да, вот здесь находится как бы государство, а здесь вот находится как бы интеллигенция. Так называемый простой человек не очень информирован, во-первых, о ситуации, он не очень в ней разбирается, не понимает причинно-следственных связей, и больше того, он просто занят повседневным выживанием. То есть его трудно упрекать в том, что он слишком там доверчив, все списывает на происки врагов, пятой колонны или американцев, и не понимает, почему так все в его жизни обстоит, как обстоит. Но, так сказать, государственный аппарат достаточно проинформирован, да, но он, разумеется, заинтересован. То есть люди работают, и их все устраивает. Интеллигенция не встроена в это, но она тоже понимает картину мироустройства. И вот ее функция последние 1000 лет, наверное, ну там сколько она там появилась, 300, допустим, лет, с момента образования какого-то просвещенного класса в России в петровские времена, она, значит, должна, как я это вижу, просвещать народ. Вот сам ты разобрался, у тебя было какое-то стартовое преимущество, ты родился в образованной семье, тебя отправили в правильную школу, ты был интегрирован в определенную среду образовательную, ты разобрался в ситуации, ты понимаешь, как на самом деле, ты понимаешь, что не во всем виноваты американцы, что-то здесь мы сами накосячили, а ты понимаешь, как устроена, значит, система распределения благ, где перекосы, где нарушения, почему люди так живут, как они живут, как это можно улучшить. И ты должен своими открытиями, пониманиями постепенно делиться как бы с людьми. И это, мне кажется, миссия, то есть на интеллигенцию, к которой я себя не отношу, возложена вот эта просветительская миссия. То есть люди должны, ну, интеллигенция должна как быть с народом, да? Но, разумеется, власть ее пытается всячески к себе переманить, там, награждает ее всякими там значками, орденами, дачами, и всячески старается интеллигенцию охмурить, потому что это как бы альтернативный центр, и как бы более моральный, потому что менее заинтересованный центр общественного мнения и авторитета. Да, и вот, вот так. Поэтому, с моей точки зрения, избегать политических и острых тем для интеллигента и для автора вообще аморально. Да? Потому что кто-то должен об этом тоже думать. И речь не идет о каких-то революционных призывах, речь идет о том, чтобы помогать обществу двигаться эволюционно в правильном направлении, но это невозможно делать без критики. Да? И патриотизм, у меня вот, когда меня выбрали филологический совет тотального диктанта, автором, собственно, тотального диктанта,
были упреки, значит, в мой адрес в том, что я, дескать, русофоб. Русофоб – это человек, которому не нравится партия правительства, да, видимо. Я-то считаю себя, наоборот, патриотом и считаю, что государство – это одно, и чиновники – это одно, а страна – это другое, народ – это третье. Как бы все это вещи, которые не нужно смешивать. У нас часто это все в одно лепится. Как бы, если ты любишь государство, то ты любишь страну. Но государство – это управленческий аппарат. Он может быть несовершенен. Вот. И патриотизм, с моей точки зрения, любовь к родине – это желание родине развиваться, двигаться в правильном направлении. Да? Гуманизация, большая свобода, большая защита прав и так далее. Вот. И любить родину, значит, желать ей лучшего. А как ты ей будешь желать лучшего, помогать ей двигаться, если ты не указываешь на какие-то недостатки и не пытаешься их каким-то образом поправить. Вот. Поэтому совсем избегать этой повестки, мне кажется, не только скучно, но и не совсем морально. Вот развернутый ответ на этот вопрос. Спасибо. Хорошо, друзья, будем говорить о творчестве, да? Мы закроем эту тему. Владислав, вы не краснели, нет, пока? Владислав – это представитель государства с человеческим лицом. Да, да. Они тоже разные. Они тоже разные, да. Хорошо. Дмитрий, мы просили вас сделать выступление именно на творческую тему. Автор, читатель и герой. Вот в каком порядке нужно расставить? И как вы считаете, кто главнее, скажем? Вы знаете, то есть так, эту тему можно препарировать, следующим все выдохнули, да? Все, больше политики не будет. Вас не арестуют, привыкните нормально. Значит, препарировать эту тему можно следующим образом. Я лично всегда отталкивался от темы. То есть какая-то тема, которая меня занимает, и я под эту тему дальше уже... То есть я хочу высказаться на определенную тему. Да? Это может быть какая-то тема общественная, это может быть какая-то тема личная, историческая, или может быть какой-то прогноз касательно того, куда нас приведет развитие той или иной технологии и так далее. И дальше под эту тему подбирается герой. То есть я как автор с моими темами, колебаниями, сомнениями, переживаниями, исследованиями оказываюсь на первом месте. И дальше возникает герой как выразитель темы. И сюжет, собственно, я строил раньше так, чтобы сюжет этот своим развитием иллюстрировал тему. Да? Человек читает, он думает, что он читает приключенческий сюжет. Я не чураюсь, в отличие от серьезных авторов современных, приключенческого сюжета, острого, интересного. То есть я считаю, что если ты хочешь, чтобы тебя вообще читали, тебе нельзя позволить читателю заскучать. То есть он должен быть вовлечен и увлечен, и переживать за персонажа. И только к концу этого сюжета приключенческого, когда все расставлено по своим местам, уровень метафорический совмещается с уровнем первым сюжетным, то есть ты понимаешь, что это было не просто так, да, а это развернутая метафора чего-то еще. И тогда все становится на свои места, ты понимаешь тему этого исследования, тему этого сюжета и приключения, и вместе с героем заодно, если все получилось, ты не только это узнал, но и прочувствовал, да, то есть и пропустил через себя. И дальше там находится, собственно, читатель. Читатель тот, к которому либо ты адресовался при помощи рекламной кампании, если ты начинаешь, либо твой какой-то последовательный читатель, который знал уже твои более ранние вещи, или тот, которому посоветовали другие. То есть это сарафанное радио, такое распространение от одного человека к другому, просто по личному совету. И мне кажется, это наиболее правильная цепочка, потому что если отталкиваться от читателей, то есть люди, которые хотят кому-то потрафить, хотят кому-то угодить, начинают вырисовывать свою целевую аудиторию, предполагаемую. Вот моя целевая аудитория, это мальчики-подростки, которые, то, что по-английски называется fun boys. Вот они читают комиксы, вот они любят фантастику, вот для них я сейчас напишу. Или моя аудитория это девочки или девушки, допустим, в университете, у них сейчас такой-то жизненный этап, а им, скорее всего, понравится вот это вот. И для них надо сконструировать какую-то историю, которая обычно в среднем нравится этому полу, этому возрасту, этому уровню образования и так далее.
Это делают рекламщики, но мне кажется, очень неправильно писать истории, в особенности литературные сюжеты, исходя из какого-то вот портретирования целевой аудитории. Это очень бездушный подход. Во-первых, все люди разные, но при этом у них есть что-то универсальное и общее, разумеется. Если ты начнешь как бы что-то конструировать, исходя из какого-то расчета бухгалтерского, можешь быть уверен, то есть ты думаешь, что вот девушкам нравится, допустим, вот, ну, мы знаем, что есть популярность, там, была популярность, сейчас немножко отступила, вампирских саг. Вот романтический образ молодого человека, который как бы вампир. На самом деле речь идет о дефлорации, то есть о том, что как вот ты расстаешься с невинностью, если он как бы тебя любит, во-первых, надо его в себя влюбить сначала, потом, если он тебя любит, то он подождет, прежде чем тебя кусать, так сказать, и пить твою кровь. Вот. И все это метафорически, со времен еще Брэма Стокера и Дракулы, секс — это метафора, как бы, ну, вампирский кус — это метафора секса. Но если меня эта тема как бы не волнует, потому что, во-первых, я не могу это прочувствовать, я не чувствую всех нюансов, всех нюансов чувств и оттенков, и той бури, которая бушует в девичьей душе в преддверии как бы инициации этой. Нафига я буду за это браться? Ну, то есть у меня сегодня получится вместо значит, масляного какого-то такого портрета в пастельных тонах нежных, получится плакат. Потому что это те чувства, которые могу предположить, да, допустим, я люблю и уважаю женщин, я очень много с ними разговариваю, и я из разговоров я слушаю, я понимаю примерно, как это ощущает и видит женщина. Но я это не могу сам прочувствовать, и зачем мне за это браться по чужим рассказам? Это будет, ну, такая фотокопия чужих чувств, не очень точная, огрубляющая цвета, нюансы и так далее. Не стоит за это браться. Точно так же, как бы, ну вот я пока маленький мальчик, пишу «Метро 2033», книжку свою первую, начал там в 16, закончил в 22, 25 она вышла на бумаге. Я пока нахожусь в этом как бы потоке ощущения мира, и тема, которая там обсуждается, раскрывается, это тема на поиск своего предназначения. Вот меня очень в этом возрасте, как и любого мальчика, и девочку тоже, волнует, кем я стану. Как мне правильно разобраться, каково мое предназначение. Как мне не упустить свой шанс вот куда-то вот, влиться в такое место, которое меня потом вынесет в правильную точку в жизни. Если я ошибусь, если я не на того пойду учиться, и не с теми свяжусь, и не туда пойду работать, и там уеду, а не останусь, или останусь, а не уеду, и так далее. Им жизнь моя пойдет наперекосяк. Да? Поиск предназначения. И метафорически это все, даже не то, что метафорически, это одно из важных смысловых наполнений книги «Метро 2033», когда главный герой, сам еще такой молодой мальчик, пытается понять, вот ему надо быть защитником Отечества или ему нужно вообще вот стать каким-то посредником между враждующими мирами. То есть он должен брать оружие, там, щит, меч и отбиваться от врагов, или ему нужно стать таким переводчиком, который поможет наладить вообще контакт с этим врагом. Он при этом боится воздействия врага на себя, боится подпасть под его влияние и так далее. Или другая какая-то тема, то есть связанная с тем, что я значит, ну, родился в 79-м, и Советский Союз распался, когда мне было там, типа 12 лет. И естественным образом на мое отрочество с 12 там, по, там, допустим, 16-17 лет пришлось время новой России, которая, вот Советский Союз, вот мы строили там 70 лет Советский Союз, у нас было четкое представление о прошлом, четкое представление о будущем, мы знали, ради чего мы так живем не очень, ради чего наши предки вообще погибали. Это был какой-то грандиозный, цивилизационный проект по переустройству мира, который придавал вот, своим масштабам и грандиозности смысл нашим страданиям или нашему просто такому унылому достаточно, хотя может быть и спокойному существованию. И вдруг это все отменяется, люди, которые этим проектом как бы руководили, начинают заниматься приватизацией, то есть выяснилось, что не такие уж они и марксисты. Вот. И все, во что они нас заставляли верить, они сами, оказывается, не верили, потому что они, собственно, являются главными там, бенефициарами нынче приватизации и так далее. И мы как бы остаемся сами такие по себе, все начинает разваливаться, вклады сгорели, республики советские отвалились, значит, деньги кончились, все приходит в упадок, фонари горят, асфальт потрескался и так далее. И вот это просто ощущение жизни в 90-х годах, которое
в котором я естественным образом там в 12, 13, 14, 15 лет формируюсь. И для меня распад Советского Союза и реконструкция новой России из обломков и географических, как с Крымом, и, значит, символических, как с гимном Советского Союза, и каких-то, значит, там политических, как мы там с нашими этими всеми внешнеполитическими там авантюрами происходит. Это все отражается в том мире, который я описываю. Хорошо, там случился полный конец света, люди вот закрылись в метро, прошлое для них это что-то светлое, а будущее для них что-то страшное. И вот они сидят в таком ограниченном музейном пространстве станции метро, построенных там дедами их из мрамора и гранита, и они не могут из него никуда выйти. Это мое уже постфактум осмысление. А там я просто интуитивно все это описано. Но в это войти второй раз очень трудно. То есть ты просто в этом находишься, ты это себя как бы пишешь, лепишь, и вот из сочетания этих факторов получается герой, получается тема. Она оказывается созвучна времени и созвучна ощущениям возраста и поколения, и становится книга популярна, с одной стороны, сначала среди подростков, потому что я сам был подростком, когда все это придумывал, ну и потом она каким-то образом созвучна духу времени, потому что вот сконструировать такую вещь постфактум, вот я сейчас, то есть я не знаю, как дядечки всякие такие седые пузатые пишут литературу для подростков, то есть с моей точки зрения, либо они не повзрослели, либо они врут, вот, и притворяются, как бы на меня пионерские штанишки не влезают, больше не налезают, все. Как бы не застегивается. Все, я из этого вырос, значит, все уже, понимаете? Поэтому, с другой стороны, я к этому своему возрасту и к начинающимся сединам, значит, что-то другое, с какими-то другими ситуациями жизненными столкнулся, что-то другое на себе прочувствовал, разобрался в том, что в массовой культуре на какие-то темы много вранья, просто на личные темы, да, какие чувства, когда людям положено испытывать, например. Ты понимаешь, что на самом деле ты испытываешь другие чувства, они немножко неловкие, поэтому про них мы говорить не будем. Нет, почему же не говорить? Давайте наоборот поговорим. Потому что когда ты начинаешь о них рассказывать честно, ты понимаешь, что на самом деле они плюс-минус универсальны, просто не принято признаваться в определенных вещах. Очень мифологизирована любовь, очень мифологизировано отношение к детям и к родителям. Часто это бывает далеко не так искренне, тепло, ярко и однозначно, да? И если ты просто даешь себе труд и смелость находишь честно и искренне описать свои взаимоотношения с близкими людьми, вдруг это резонирует с достаточно широкой аудиторией. Все, оказывается, имеют терки с родителями, как ни странно. Одного ребенка любят больше, чем другого, хотя в этом не признаются. И каждый раз, когда они говорят своей любимой женщине: да, я тебя тоже люблю, они имеют в виду что-то другое. В особенности, когда она говорит: я тебя люблю, а ты меня. Ты говоришь: тоже, я тебя тоже люблю. Но в этот момент ты можешь испытывать какие-то противоположные чувства. А когда ты будешь говорить: я тебя люблю, она, может быть, тоже в этот момент не испытывает этого. Да? То есть все это очень мифологизировано, заштамповано, заклишировано. И мы думаем, что это и есть правильный мир. Мы думаем: со мной что-то не так. Как же я могу там не любить свою жену, например? Может, я когда-то ее любил или был влюблен, потом это прошло, рассеялось, она меня все еще типа любит, но и что у нее? То есть, как бы, понимаете, да? И если ты просто начинаешь на эту тему честно, как-то искренний разговор, вдруг ты понимаешь, что ты можешь попасть в нерв. Вот Анну Каренину читаю, он там достаточно безжалостно настоящие чувства людей друг другу описывает. Да? И честно, в массовой культуре современной этих честных описаний как бы нету. А у него так чистый, простой язык. И вот сидит один человек у ложа умирающего своего отца и ничего не чувствует. Он думает: что-то ничего не чувствует, Господи. И так в жизни тоже бывает. Да, что вот ты пришел на похороны и стоишь, смеешься. Это вроде как бы твой близкий человек, а ты вместо все плакать должен, а смех разбирает. Думаешь, со мной что-то не то. И изображаешь какую-то скорбную гримасу. И вот похоронили человека, так ничего не почувствовал, а потом еще год ты каждый день о нем думаешь, и тебя накрывает постепенно. Вот правда-то. Да? Но в кино такого как было. В кино все стоят на похоронах, плачут, женщины там такие. Кто из них что чувствует, как бы неизвестно. Но, то есть, если есть возможность, вот к чему я говорю, и в каждом возрасте найти что-то точное, пронзительное и настоящее, что ты можешь как бы описать
Конечно, Толстой уже описал все. А Достоевский вообще был псих, поэтому как бы на его описание лучше не ориентироваться, потому что у него специфика психиатрическая. Но тем не менее, для каждого нового поколения есть необходимость в каком-то современном голосе, который с соответствующим сленгом, со соответствующими какими-то культурными или реалиями или актуалиями, реперными точками, там, не знаю, брендами, понятными какими-то отсылками к датам, годам, политикам, не знаю, там, культурным деятелям и рекламе на улице, то есть какой-то узнаваемый мир, в котором опять разыгрываются вечные темы. Короче, мораль какая? Отталкиваться от читателя, с моей точки зрения, не нужно. Тем более в литературе, у которой нулевой бюджет. Вот когда ты разрабатываешь дорогостоящий, предназначенный для кинотеатров фильм или большую компьютерную игру, и ты тратишь миллионы на то, чтобы это все состоялось, ты не можешь себе позволить какой-то отвязанный творческий эксперимент. Потому что тебе потом за эти деньги надо оправдываться перед инвесторами. И тогда тебе надо понять, для кого ты это делаешь, какие у него предпочтения и так далее. Но получается, чем более массовый продукт, тем он более безуглый, тем более шлифованный, он не должен ничьих чувств оскорблять, этих мы не можем обидеть, тех мы не можем обидеть, значит, этически неоднозначных вещей обсуждать нельзя, религию не затрагивать, грудь не показывать, да, матом не ругаться. Ну и получается такой, там, доярка, и Любовь доярки, там, из Хацапетовки, там, что-нибудь такое. Или Екатерина II, но давайте не задавать вопрос там завоеваний, кого там они там, кого как, чего там завоевывали, все вот это лишнее. Вот просто там дворцовые какие-то сцены. Ну, вот. И литература все-таки может себе позволить гораздо большую степень радикальности, потому что ни перед кем не надо за деньги оправдываться. Да? Вот что ты хочешь, что ты тратишь свое время, ты можешь позволить себе предельную искренность, честность высказывания, радикализм суждений, этические какие-то эксперименты в рамках действующего законодательства. Вот. И, соответственно, большую какую-то степень надрывности и оригинальности, соответственно, да. Театр тоже это может себе позволить, но не любой. Там, государственный театр, разумеется, им тоже приходится там ряд тем. А вот маленькие какие-то, которые в подвалах играют, вон там какой-то типа театр ДОК, например, да, они могут за счет тоже нулевого бюджета, они там на голом энтузиазме могут какие-то более там смелые темы брать. Вот. Все к тому, что в любом случае это должно идти от сердца, вот, а не от головы. Если это идет от головы, это рискует тем, что другие сердца человеческие это не зажжет. А все-таки главная вещь, с моей точки зрения, в повествовательном искусстве – это способность зажечь читателя или зрителя какой-то эмоции, заставить его прожить, да, все это. Если нет эмоций, которые ведет читателя или зрителя через сюжет, нет концентрации внимания и нет никакого усваивания тех тем, которые предлагаются к обсуждению. Абстрактные рассуждения люди вот так вот пролистывают просто. Ну, кроме очень подготовленных читателей, которым нужно по этой теме экзамен сдавать, да? Все остальные просто отключаются и начинают думать о своем. Только погруженность в эмоциональное переживание заставляет читателя и зрителя пропускать по-настоящему и темы через себя, через переживания героев. Вот. А это возможно, если ты сам способен эти чувства понять и почувствовать, и передать их дальше. Вот. Так что я бы сказал, что результат моих жизненных открытий, может быть банальных и совпадающих с канонами вообще драматургического искусства, заключается в том, что все должно идти от сердца и от души. Это просто более надежный путь. Когда это идет от головы, от холодного расчета, гораздо больше опасность того, что получится мертворожденное, нежизнеспособное дитя. Дмитрий, ну вот у нас, конечно, много вопросов будет у аудитории, и у нас на самом деле зрители со всей страны нас смотрят, и я с удовольствием хочу передать слово Центральной городской библиотеке имени Толстого, Севастополь, модератор Елена Нутраченко, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу передать слово для приветствия советнику директора Департамента культуры города Севастополя Савушкиной Марии Александровне.
Коллеги, добрый день. Рады стать частью вот этой прекрасной встречи в Якутске. И особенно приятно то, что именно ваш регион выбран столицей этой просветительской акции. И все-таки как здорово, что несмотря на огромную разницу в километрах, многотысячную, и 6-часовую разницу во времени, у нас есть возможность пообщаться с автором текста диктанта, с известнейшим автором Дмитрием Глуховским. Это здорово, правда. Особенно приятно, что организаторами был выбран такой интересный формат, что сегодня у нас есть возможность поучаствовать в мастер-классе Дмитрия, а завтра строчки автора текста напишет вся страна. И хочется сказать, что город Севастополь всегда поддерживает интересные форматы. Севастополь за продвижение различных творческих интересных форматов и мероприятий. И одно из знаковых событий нашего региона – это фестиваль «Книжный бульвар». И в этом году тема достаточно интересная, книги детям, о детях и для детей. Как уже понятно из названия, что все на этом фестивале будет посвящено, все мероприятия направлены на повышение интереса у ребят, у детей, у подростков к чтению. Мы вас приглашаем на это мероприятие, и ваших молодых писателей, молодых авторов мы приглашаем на конкурс, который называется «Многообразие». И очень надеемся, что с вами выберем такой интересный формат, потому что наши мероприятия всегда полны различных направлений. Это и квизы, и мастер-классы, и презентации. И именно с вашим регионом выберем что-то такое интересное, что действительно будет знаковым. Нам есть чему у вас поучиться. Вы самый читающий регион 2020 года. Это особенно приятно. И мы открыты к сотрудничеству, открыты к дружбе с вами, с большой теплотой, весенним настроением и любовью. Ваш Севастополь. Спасибо большое, Севастополь. Очень приятно услышать такие слова. Но у Севастополя есть возможность задать вопрос автору. Тем более у нас сегодня состоится конкурс, и авторы лучших вопросов получат книгу с автографом автора. И если это будут вопросы из Севастополя, мы обязательно туда отправим эту книгу. Ну, в таком случае предлагаем такой формат. Мы задаем несколько вопросов сразу, да, чтобы как-то сжать немножко время. А если Дмитрий не возражает, он сразу на них ответит. Если запомните. Дмитрий, проблемы с памятью, да? Ну давайте. Краткосрочно. Или все-таки вопрос-ответ, как вам удобнее? Давайте начинаем и как пойдет. Хорошо. И у нас сегодня собрались те наши читатели, которые завтра будут писать по вашему тексту тотальный диктант. Вот. И поэтому я предлагаю тем желающим задать вопросы. В аудитории есть вопросы? Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы за свою жизнь побывали на Северном полюсе, на Байконуре, в Чернобыле. А какие еще места бы вы хотели посетить в своей творческой жизни? Спасибо большое. Спасибо большое. Слушайте, ну на самом деле есть масса мест, где я никогда не бывал. И вот в Африка, Черная Африка, например, вообще совершенно для меня континент неисследованный. В Юго-Восточной Азии я тоже не бывал никогда. Я бы с удовольствием и в Антарктиде бы побывал. То есть есть места, ну, в Латинской Америке я был точечно, буквально в одном месте. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, я достаточно много поездил, мир настолько удивителен и необычен, и мне еще нравится, ну и многогранен, мне еще нравится, знаете, погружение какое-то. То есть не просто приехать как турист, а побыть с людьми, пожить немножко, попытаться их жизнью. Мне кажется, это дает совершенно другое представление о месте. Одно дело, ты приехал, посмотрел из окна туристического автобуса на это, да, тебя вывели, ты купил себе какой-нибудь брелок, а другое дело, когда ты приехал и, значит, пожил там вместе с людьми, там, ешь то, что они едят, там, общаешься, ходишь в гости к их друзьям, гуляешь там, где они гуляют, они тебе рассказывают о своей жизни, и ты понимаешь, что жизнь у них совсем не похожа на твою, и одновременно с этим очень похожа. И это дает какой-то совершенно другой, абсолютно другой опыт и очень обогащает
И в целом я хочу сказать, что вот я вообще москвич, но когда мне было 17 лет, я уехал учиться в Израиль. И Израиль совершенно какая-то инопланетная по сравнению с Россией страна, с другой ментальностью, с другим непохожим абсолютно языком, с другими проблемами. Она находится последние там 50 лет, сейчас уже 70 лет в состоянии войны со своими соседями, и там ты все время боишься свою безопасность. Ты никогда там не знаешь, заходя в автобус, выйдешь ли ты из него, да, и так далее. И при этом она крошечная, это не бесконечная, безграничная Россия, а страна, которая, кстати, меньше Московской области. И пожив в такой стране несколько лет, вдруг ты приобретаешь совершенно другие перспективы на явления, которые казались тебе понятными. Потом я жил после этого в Германии год. И надо понимать, что к немцам у нас отношения разные, учитывая нашу историю, и познакомиться с настоящими немцами, там, подружиться с ними, попытаться каким-то образом понять их ментальность и мировоззрение. Это было очень интересно. Потом я 3 года во Франции жил. И это тоже было такое погружение. И я бы, мне кажется, никогда не стал самим собой, если бы в каждой стране я не погружался в местный менталитет, не общался с этими людьми, вообще не бывал там и не жил там, не учил бы их язык и так далее. То есть это космополитизм какой-то, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это раскрытие в себе каких-то сторон и снятие определенных шор с глаз. То есть ты видишь мир с другой перспективы, и ты видишь больше. И это очень был полезный опыт. Поэтому дальше продолжать ездить и иметь возможность жить в каких-то еще странах, и потом из них возвращаться в Россию, это очень крутой опыт, который, мне кажется, в особенности молодым важен. И я поэтому каждый раз, когда у меня есть доступ к молодой аудитории, всегда топлю за то, чтобы молодежь ехала учиться за границей и дальше какое-то время там работала, прежде чем возвращаться в Россию, потому что такие люди, подключенные к тому, что происходит вообще сейчас во всем мире, даже для своей родины будут гораздо полезнее. Вот. И это просто необходимо, потому что мир очень быстро развивается, и нужно с ним синхронизироваться, не закукливаться, а наоборот максимально открываться и быть на одной волне с теми огромными изменениями, которые сейчас по всему миру происходят. Вот, отвечая на ваш вопрос. Спасибо большое, Дмитрий. Мне очень понравился ответ на мой вопрос. И я, с позволения наших коллег, хочу задать вам еще один вопрос и пожелать вам от себя лично. Вот вы сказали, что вы были во многих странах Европы, назвали Израиль, Францию, Германию. С моей стороны, я бы хотел сказать так, что так сложилось исторически, что вся Европа так или иначе была в гостях в Севастополе на всей исторической перспективе. И была вот на этом оселке, да, исторической нашей великой страны. Я бы вам хотел пожелать, чтобы вы среди своих, так сказать, в свое занятое время все-таки нашли момент и посетили наш великий исторический город, посмотрели на наши памятники культуры, истории, связанные с историей нашей огромной страны. Вот. Как бы так. Я надеюсь, большое. Что опыт посещения нашего города найдет отражение в вашем творческом деле. Спасибо большое. Я вам это искренне желаю. Как-нибудь доеду. Всего хорошего вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Севастополю. Мы тогда перейдем на нашу площадку. Пожалуйста, присутствующие в зале, у вас тоже есть возможность испытать свою удачу и задать вопрос нашему гостю. Так, пока мы думаем, вот установлен микрофон, пожалуйста, подходите, занимайте очередь. Не стесняемся. Пока мы думаем, такой вопрос хотел бы уточнить. Тоже, возможно, у меня есть шанс получить автограф. Дмитрий, вообще получается, вы сейчас только писательством занимаетесь, вы не занимаетесь журналистской деятельностью? Вы знаете как, я иногда пишу колонки для своей любимой «Новой газеты», но это колонки публицистические, то есть журналистской деятельностью как таковой я не занимаюсь. И меня периодически зовут в эфиры каких-то радиостанций, я там тоже мелю языком с большим удовольствием, но это тоже не журналистика. То есть я пишу книжки,
Ну или разрабатываю сюжеты для каких-то других. То есть у вас был, получается, переход из профессии журналиста уже как бы, собственно, в искусство, в литературу. Насколько он вам легко дался, вам нужно было на что-то решиться, потому что, ну, как правило, вообще вот заниматься только писательством не каждый может себе позволить, да, обычно, ну, мы уже как бы с другими авторами тоже общаемся, обычно совмещают либо с преподавательской деятельностью, либо журналистской, либо с чем-то еще. Знаете как, я начал рано, в 3 года примерно, заниматься литературной деятельностью. Значит, мама мне, когда мне было, вернее, 2 года и 7 месяцев, мама мне рассказала про то, как, значит, Пушкин стрелялся с Дантесом на Черной речке. Я не знаю, зачем это сделала. Детская травма. И я решил писать книгу про Пушкина. Я вырезал вот этот, где вокруг скрепки из тетрадки этот кусочек, и начал писать про Пушкина, но буква «Н» не влезла, и тогда я стал писать про Пушки. Значит, это вот первая книга, которая, значит, датирована вот этим до 3-летним возрастом. Она была, значит, посвящена пушкам и как сделать так, чтобы они стреляли. Дальше, к 5 годам у меня уже были, я завладел папиной пишущей машинкой и, значит, одновременно занимался политической публицистикой уже, писал про дедушку Ленина и какой он молодец. В то время это было в тренде. Значит, как он думает о судьбах Родины, как он там сидит в разливе, а как в это время страна бурно электрифицируется. Сейчас она газифицируется. Значит, и в это же время я писал какие-то там детективы про советских милиционеров и приключения каких-то зверей в лесу. То есть к чему? К тому, что журналистика и литература меня интересовали в параллели всегда. И когда я работал по первой своей журналистской специальности во Франции на телеканале Евроньюз, мне было 22 года, когда я пришел туда работать, одновременно с этим я уже вот писал «Метро-2033». То есть я разрабатывал, это было мое хобби, и в общем остается. Все, что связано с писательством, это не столько работа, и я не уверен, что призвание, сколько хобби и способ, ну, как-то себя реализовать, сделать что-то такое, что доставляет тебе удовольствие и при этом позволяет чувствовать, что ты себя реализуешь, воплощаешь и ну, заявить о себе. То есть мне не было какого-то момента острого выбора между одним и другим. Я опубликовал «Метро-2033», когда я еще работал. Был момент, когда я решил уйти с работы. Сначала с телевидения, и потом я еще какое-то время продолжал работать на радио. И потом уже, когда стало очевидно, что... Вы знаете, я как женщина, которая вот уходит постепенно от мужа к любовнику. То есть, ну, как бы женщина же никогда не расстается, ну, бывает, что когда совсем уже вилы, женщина, конечно, уходит в никуда, но чаще всего, то есть женская измена, мне кажется, это когда ты здесь плохо, ты начинаешь искать, где будет лучше. Там, поулыбалась, там, пофлиртовала, там, не знаю, на рабочем месте, потом начинаешь потихонечку так переносить вес, как с кочки на кочку на болоте. Так вот раз, поставила вторую ногу, вроде стоит, не проваливается, потом одну подняла, все еще стоит, и только после этого аккуратно переносишь вторую ногу тоже на эту кочку, да? Значит, когда ты уверен, что это не в никуда, а что это как бы к другому, гораздо более симпатичному человеку. И вот также я переносил вес свой, значит, из журналистики в литературу. Когда я уже понимал, что вроде бы там и там я стою достаточно твердо, после этого аккуратно поднял одну ногу и попытался переставить ее вот на литературную кочку. Вот. И так вот я постепенно ушел туда. Очень осторожно, потому что, конечно, сыкотно, что уж говорить, бросать зарплату. Спасибо. Ну вот давайте тогда вставать к микрофону, кто хочет выступить, задать вопрос. Елена, пожалуйста. Я уже поняла, что писатель должен прожить жизнь своего героя, да? Погрузиться в его мир и так далее. Ну тогда давайте поговорим о вашем реалистическом произведении «Текст». Так, хорошо, давайте. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Я понимаю. Откуда вы знаете, как вы можете прочувствовать поведение человека, который вернулся из мест лишения, как он будет себя вести, к чему это приведет и так далее. То есть, когда я читала, у меня было несомненное ощущение присутствия вашего в некоторых местах. И вот это вот возвращение из тюрьмы домой, у вас очень вкусный язык.
Очень вкусный. Я когда читала, прям просто любовалась, видела вот эти пейзажи, эти картины. Я приходила вместе с ним домой, возвращалась, кричала в это окно: «Мама», да? Вот. И дальнейшее меня, конечно, удивило, потому что я знала, что вы мальчик из интеллигентной семьи, значит, жили за границей и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, откуда у вас родился вот этот вот герой, вот этот персонаж? Мне очень любопытно было бы это услышать. Спасибо. Спасибо большое. Ну, смотрите, значит, что касается женщин. Ну, во-первых, как известно, женщины — это люди. Тоже люди. Говорил, что феминист. Я феминист настоящий, да. Вот. И я об этом не устаю повторять. И вот уже третья встреча, на которой я настаиваю на том, что женщины тоже люди. И вот у каждого человека есть шанс либо мужчиной родиться, либо женщиной, понимаете? И это 50 на 50 шанс. Вот. И личности забрасываются, психотипы, характеры, темпераменты забрасываются в случайном порядке в тела. Ну да, к телу прилагается какой-то там гормональный баланс, набор первичных половых признаков, и к женщинам предлагается функция деторождения. Да, это задает какой-то вектор. Да? Но может быть трусливый мужчина и бесстрашная женщина. И так далее. То есть, как бы, может быть болтливый мужчина и молчаливая женщина. И вот эти все какие-то клейма, которые лепятся на гендер, они очень условные. И ты возьмешь, и ты у себя в окружении найдешь непременно кучу исключений для того, что приписывается обычной женщине и мужчине. Потому что просто как бы... Есть социально приемлемое, но социально приемлемое меняется. Да? Вот, и в одних регионах одно социально приемлемое в России, а в других другое социально приемлемое. Там за добрачный секс режут, а здесь как бы это считается проявлением свободы личности и так далее. Поэтому я бы сказал, что не так сложно представить себе себя женщиной. Да, несмотря на то, что я вот как раз гетеросексуальный мужчина, но я думаю, что вот у писателя, как у актера, который работает по системе Станиславского, есть возможность как бы погружения в мир другого человека. Да? Ты можешь представить себе себя при определенных обстоятельствах, и ты почувствуешь те императивы, которые чувствует человек. Вот если мне скажут, что мне как бы сейчас, если я буду там, не знаю, в мини-юбке ходить, это плохо, а вот такое хорошо. Но через какое-то время я адаптируюсь. Может, я там повозмущаюсь, но тем не менее я там буду вот этим нормам следовать. Да? Вот так нельзя себя вести. Первым знакомиться, подходить нехорошо, потому что это не скромно. Значит, надо себя в первую очередь посвящать семейной жизни. Вот я вот на предыдущей встрече этот пример приводил. У меня все мое поколение людей, которые мне знакомы, очень заботливые отцы. Они много времени проводят с детьми, значит, при разводе занимаются, обязательно там выходные, иногда и больше и так далее. Вот поколение моих родителей смотрит на меня, а я вот как раз в разводе, и много занимаюсь с детьми своими. Вот. Они говорят: какой ты молодец, вот какой вот вообще ты удивительный. Я говорю: ничего удивительного, у меня все мои друзья, у кого есть дети, все так же себя ведут. Но это же новая какая-то тема. Потому что для них, для тех, кому сейчас 60, это типа, ну, мужик, он там на работе, там что-то он там в шахте, там в забое, что-то это, а женщина сидит с детьми. Все уже не так. Значит, люди быстро и относительно, вот сейчас вот этот весь дебат по поводу гендера, по поводу феминитивов, ну вот новая какая-то волна там, которая еще больше выравнивает мужчин и женщин в правах, слава богу. Но это все говорит о том, что все-таки разница в личности и психотипе, она гораздо важнее, чем разница в гендере. Да? И поэтому несложно представить себе себя женщиной, раз. И два, это то, что просто я много общаюсь с людьми, а 50% из людей женщины, и мне очень интересуют, конечно, вот эти, я всегда с большим интересом это изучал, расхождения в как раз вот в том, как люди к отношениям относятся, как их воспринимают, и что, опять же, из этого идет от сердца, а что идет как бы от ума, и что ты делаешь вынужденно, а что потому что ты так хочешь. Да? Вот. Что касается героя текста, то... Ну да, я не сидел в тюрьме пока, да? Ну, как говорится, у нас никто не гарантирован от этого. Значит, я как бы из хорошей семьи, но, значит, и я учился за границей, да? И вот, значит, как же я могу про, простого чувака из Лобни написать?
Ну, на самом деле, я сам простой чувак из Строгино. Мы моих 14 лет жили в крошечной квартире на 37 метров, двухкомнатной в Строгино. Строгино от Лобни отличается не очень сильно. Такие же блочные дома панельные. Ну, там, допустим, это хрущевская, а здесь такая брежневская, допустим, генерация этих многоэтажек. Значит, две тети у меня и мама сама из маленького города в Костромской области. И я там провел все свое детство. Они учители школьного языка, школьные учителя русского языка и литературы. То есть этот типаж его мама, это просто моя тетя. Вот, значит, а он, как бы, условный мой двоюродный брат, которые супер простые чуваки все. У меня 4 двоюродных брата там, они потом разъехались, там один в Мурманске, один на Сахалине, и, значит, один еще, и 2 вот в этом городе остались. Вот, все, то есть я как бы, ну, понятно, что я приезжал на все каникулы туда, я, конечно, был таким городским мальчиком, немножко борчуком, но, тем не менее, все это вот, ну, как бы, реалии, которые я понимаю, чувствую, и больше того, они для меня родные, да, поскольку это все детство, оно гораздо более глубоко сидит, чем какие-то уже более наносные, более поздние опыты, связанные с моей там заграничной жизнью или еще чем-то. Вот и все. А дальше, ну, вот я беру понятные мне обстоятельства, понятные декорации и помещаю в них. То есть я могу себе представить себя таким человеком, потому что я их знаю. За французского революционера я бы не стал писать книжку, потому что там слишком много нюансов, да, и воспитательных, и личностных, и социальных, которые я не могу себе представить. Здесь ничего сложного нет. Но все равно я еду в Лобню, нахожу дом, куда я заселяю главного героя, я хожу, изучаю, что там вокруг, фотографирую там на телефон всякие ржавые карусели, всякие помойки в граффити, думаю, где он там водку будет покупать, где он там будет, у него ларек с шаурмой, как школа, нашел школу, как он идет к школе, подумал, где будет жить его девушка, заселил девушку в какой-то дом, нашел ее балкон, подумал, как он будет кричать, где они там целовались, чем пахнет в этом балконе, понюхал в подъезде, там кошками, мочой или паровым отоплением, 3 основных запаха советских подъездов. Вот, значит, и вот так. Да? Потом я еще все равно, сначала я полагаюсь на свою способность перевоплощения вот этого по Станиславскому, но потом я все равно даю еще 2 заключенным бывшим вычитывать это. И только когда они мне говорят, что это про них, тогда да. А за милиционера я даю вычитывать милиционерам и сотрудникам наркоконтроля, которые мне рассказывают, один рассказывает про то, как работают они, а другой про то, чем они там злоупотребляют. И вот из этого всего я складываю уже какой-то выверенный как бы текст, в котором нет никаких факапов. Вот так. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам один вопрос. Вот на протяжении большей части истории мы, как жители Европы, хоть и восточные, хоть и западные, к нам всегда отображается западная культура Европы, России. Но в последнее время, в 21 веке, начала складываться мультикультурность. Мы больше начали осматриваться на корейские, японские произведения. И вот как раз в Якутии начало процветать якутское кино, как бы тоже отображающее свою культурность, свою уникальность. И как вы считаете, является ли это, как долго будет проходить этот процесс и повлияет ли оно на мировую культуру в целом? Вообще, да, спасибо большое. Вообще, в принципе, это естественный процесс, это глобализация называется, да, и интернет, и отдельно спасибо большое всем пиратам, которые сливают во ВКонтакте как бы дорама и аниме и все остальное, и японский какую-то классику хоррора из 30-х годов, и европейское какое-то кино, там, не знаю, там «Новая волна» и так далее. Все подряд. Это как раз и помогает нам синхронизироваться. И дораму смотрят не только как бы люди с азиатским внешним типом. Да? Дорама очень популярна и в Москве, и в Питере, и везде. Ну да, просто может быть проще на себя примерить как бы японскую моду, да, потому что типа нормально ложится. Я смотрю, вхожу прям по Якутску, этого раньше не было, а я в прошлом году в Японии как раз 3 недели провел, думаю, блин, вообще, во-первых, люди как бы, ну, все там, не знаю, там очки, там какие-то там пуховики, а просто оттуда. Ну и очень смешно смотреть, как подростки прямо еще перенимают как бы вот это все. И там девочки вот так вот ходят, как японки, так вот, семеня. То есть, ну, окей. Это все равно как бы, ну вот,
Знаете, вот я приезжаю, например, когда в Нью-Йорк, они вот там как бы американцы, да? Но, будучи американцами, они там на второй, третий вопрос, знакомясь, они говорят, типа, ну, а какие у тебя, типа, корни? И это нормальный вопрос. А корни у них всех смешанные. И там бабушка филиппинка, а дедушка поляк, а другой дедушка немец, а третий дедушка, а другая бабушка там, допустим, еврейка. И одно дело, когда ты делаешь экзистенциальный выбор в России, русский ты или еврей, это непростой выбор, да. А другое дело, когда ты выбираешь между филиппинцем и поляком, тут конфликта никакого нет. Ты можешь быть и филиппинцем, как бы, и поляком. И все это в тебе, и значит, с одной стороны у тебя такие были национальные праздники, а с другой такие национальные праздники. Оттуда ты как что-то запомнил, что тебе рассказывали, и оттуда. И вот это формирует твою какую-то новую идентичность. И мы живем в современном мире, где идентичность не обязана быть какой-то вот единственной, да? Ты можешь вполне расти и на дораме, и на аниме, и быть при этом, как бы писать, допустим, на русском языке или снимать кино при этом на якутском. Вот. И, соответственно, как бы принадлежать и тому, и другому одновременно, и не нужно выбирать. И больше того, Россия — это страна супер многонациональная. Да, это какая-то другая немножко модель плавильного котла, допустим, чем США, потому что США — страна иммигрантов, и люди приезжают туда в какой-то степени желая забыть о своем прошлом, потому что им дома было нехорошо. Да, а здесь это все-таки империя, которая постепенно прирастала территориями, где-то мирно, где-то не мирно, потом выравнивая все. Национальная политика была сложная. С одной стороны, разрешали всегда меньшинствам типа учить языки, с другой стороны, не давали слишком большой воли националистическим каким-то трендам, потому что это будет тогда распад и дезинтеграция. Сложно. Но я думаю, что в любом случае мы вступаем в эпоху, когда можно быть одновременно всем, и не надо ничего выбирать. Можно быть якутом и при этом быть русским, и как бы быть при этом на волне с японским и корейским кино и интересоваться одновременно там американской литературой. И что, как бы? Да, я не вижу здесь точек преткновения. И культура, с моей точки зрения, не должна быть точкой опоры для каких-то политических любых манипуляций. Ты составляешь свою личность из тех референсов, которые у тебя, либо с которыми ты родился, либо которые тебе нравятся. И в этом ничего такого нет. И пример вот этих людей, которых встречал там в Нью-Йорке, или в Лос-Анджелесе, или в Лондоне, или еще где-то, там, или в Дубае, там, такие космополитические города, куда люди там приезжают с разным бэкграундом, еще знакомятся, там, и женятся, и у них родятся дети вообще непонятно к какой культуре, национальности относящиеся. Это, в принципе, вектор, в котором будет двигаться весь мир. Да? И стесняться здесь нечего. Так и выглядит будущее. Вот. И больше того, ну, я считаю, что каждый человек должен учить несколько языков, чтобы с одними говорить на одном языке, с другими на другом языке. Друзья, еще вот два вопроса. Вот вы были в очереди, да? Тогда 3, да? И потом нам нужно сделать подключение, поэтому больше пока не встаем. Хорошо? Хорошо, у меня было 2 вопроса, но задам тогда один. Сюжет многих ваших книг, наверное, к удивлению или к сожалению, оказался пророческим. И как вы считаете, это какое-то писательское чутье, может быть, дар провидения или закономерность современных реалий? Я думаю, что просто я достаточно наблюдательный человек, и меня интересует как бы суть процессов. Понимаете? То есть вечные темы и есть текущие декорации, которые эти темы подтверждают. Ты понимаешь, почему люди поступают так, почему государство так поступает, почему общественные группы так поступают, почему мужчины и женщины, мотивация в отношениях себя как-то ведут. И когда ты, то есть я всю жизнь так или иначе, не то чтобы специально академически, но просто из-за природного любопытства занимаюсь изучением этого. И когда ты какие-то процессы, суть их понимаешь, ты можешь их как бы проецировать на будущее. То есть вот сейчас процесс идет, мы дошли до этого момента, дальше будет вот это. И ты дальше рассказываешь, что будет, где мы будем через год, через 2, можешь догадаться, через 4 года, через 5. И с точки зрения, не знаю, там, политики, с точки зрения общественных каких-то там перемен и так далее. Вот. И это прогнозирование называется. И ты можешь часто какие-то вещи угадать.
Иногда не всегда, но часто ты можешь их угадать. Но бывают, конечно, мистические совпадения, которые никак не объяснить. У меня в рассказах о родине был рассказ, значит, где Путин с Медведевым ныряют с аквалангами вместе. Там, правда, они, значит, от акул спасаются, но вышел рассказ, и через 2-3 года они взяли и нырнули вместе с аквалангами. Может быть, в администрации прочитали президента, да, у меня там как бы есть знакомые люди. И такие, о, кстати, тема. Я говорю, ну, то есть, надо будет нырнуть с аквалангами. Но, конечно, полет со стерхами я предусмотреть не мог никак. Это было очень смело, очень радикальный шаг. Здравствуйте. Прошлый мастер-класс школы драматургов Арктики был с Андреем Геласимовым, и мы обсуждали тип северного человека. Вот вы были в Якутске 2 раза, и, очевидно, имеете какой-то опыт общения с людьми, которые проживают на севере. И, наверное, у вас сложилось какое-то представление о северном человеке. Итак, вопрос. Какой же он, северный человек, по вашему мнению? Спасибо. Спасибо большое. Слушайте, но если говорить о... Я не взялся бы прямо утверждать, что северный человек, он какой-то вот не такой. Ну, во-первых, просто люди здесь, разумеется, просто из-за того, что город меньше, более открытый, да, потому что в больших городах, в особенности конкурентных, и куда люди приезжают, определенный тип людей приезжает, чтобы преуспеть, бросают свои дома, семьи и едут за успехом. Это люди с определенным заводом внутри, серьезным, пружиной, конкурентные, заточенные на успех, значит, ну и даже если они эмпатичны, да, они эту эмпатию подавляют в себе, потому что это мешает им конкурировать. И они не слишком доверчивы, потому что, опять же, они находятся в очень конкурентной среде. Большой город, Москва, фактически можно в России преуспеть только в Москве, по-настоящему вот что-то сделать такое, прорваться. Да, очень маленькие шансы, оставшись в каком-то небольшом... Ну, с интернетом больше этих шансов, да, стало. И с отсутствием необходимости подключиться вот прям к какому-то такому физическому присутствию там, да. Можно там какой-то блог сделать, и можно песню спеть, и можно, не знаю, что-нибудь такое отчебучить, как вот происходит с якутским кинематографом, локально и на низких бюджетах, который при этом за счет своей уникальности, необычности, оригинальности выстрелит более широко. Вот. Но тем не менее, все еще важно в большинстве случаев куда-то там приехать. И вот, конечно, Москва такой город, получается, достаточно жесткий, люди не торопятся друг другу открываться. Кому-то это кажется, может быть, лицемерием, хотя, может быть, это защитная реакция и так далее. А сюда ты приезжаешь, во-первых, это очень понятно, что дело. Люди очень радушные, люди очень открытые, никому не нужно выпендриваться, нет необходимости надевать маски. Вот, ну, такое. Прежде всего, вот это первое впечатление, какое-то теплота, радушие и открытость. Да? Является ли это признаком северного человека или является это признаком, в принципе, небольшого какого-то города, где все друг у друга как бы на виду, и маски не имеют никакого смысла, потому что все тебя знают вот такусеньким, как бы, и через одно рукопожатие весь город на ладони, как бы, и, ну, это большой вопрос. Но меня именно вот открытость, в хорошем смысле этого слова, простота, не простота какая-то душевная, да, а такая, ну, нежелание изображать из себя что-то. Очень в якутах, в Якутии, в Сахалярах и в русскоязычном населении Якутии все подряд, и в общем здесь это подкупило. Вот. И поэтому я топил как раз за то, чтобы тотальный диктант проводился именно здесь, потому что для меня это 9 лет назад, когда я сюда приезжал, последний раз это был какой-то такой достаточно удивительный опыт. Вот. Еще вот этот мистицизм, который, ну да, русскому человеку вообще свойственно, русскому советскому человеку свойственно, несмотря на научный атеизм, суеверность, да, и мы не столько религиозны, вне зависимости от того, что это за религия, сколько суеверны, да. Но здесь как вот проникновение мистицизма через шаманизм какой-то вообще во все сферы жизни, от совета психолога до совета гинеколога, потом до совета политолога. Вот, это, ну, как бы, это удивительно. И это классно, потому что вместе с комбинацией как бы такой все-таки довольно, ну, там, вот этой типовой советской архитектуры, русского языка совершенно безакцентного и на очень высоком уровне, мне кажется, вот любая национальная республика
не может сравниться с тем, насколько как бы здесь вот круто люди по-русски говорят, и без акцента, и все. Ну, небольшой такой уральский говорок, но как бы ничего такого нету. Вот. И все это вместе вот все дает какое-то такое удивительное совершенно ощущение. То есть как бы я вот это на встрече привел параллель, типа ты прилетаешь на Марс, а там уже наши. Здравствуйте, Дмитрий. Как известно, любая творческая профессия – это порыв. Ну, то есть это какие-то эмоции, то есть когда делается, тогда делается. То есть практически нельзя заставить. Но, как мы знаем, профессионал отличается от непрофессионала тем, что он может выдавать определенный результат. Ну, например, у Чарльза Буковски это было немного виски. А какие есть у вас ритуалы, когда не хочется, а надо? Вы знаете, спасибо большое за вопрос. Я вообще не очень верю в вдохновение. Вот, потому что вдохновение меня, вот чтобы так, господи, я такой, хотелось бы сейчас мне там, где мое гусиное перо? Что-то меня так окрылило, например, я влюблен. Ну, то есть точно так не работает. Во-первых, когда ты влюблен, ты хочешь просто видеть предмет своей влюбленности, совершенно не хочешь ничего работать. Женская влюбленность, я слышал, действует иначе. А когда у тебя появляется сила, энергия на созидание. А мужская, мне кажется, любовь максимально как бы расхолаживает тебя к работе. И это раз. И единственный способ вообще достичь какого-то результата, я бы, честно сказать, я бы не с каким-то просветлением и не с, значит, божественным каким-то, значит, таким лучом, падающим вдруг внезапно тебе на голову, и ты что такое начинаешь писать, и у тебя все получается, сравнивал этот процесс, а скорее с шаманским камланием. То есть ничто не предвидит, то есть тебе нужно сейчас, вот тебе пришли люди, говорят, давай, бери бубен, поехали, или там бери хомус, поехали. И ты берешь там хомус, открываешь его, там клавиатуру, наливаешь себе кофе, тебе ничего не хочется делать, тебе хочется спать, как всегда, только ты клавиатуру начинаешь засыпать, надо выпить кофе, все. И ты очень тяжело себя начинаешь, трудно, через лень, через отвлечение внимания, через чужие звонки, смски, начинаешь вводить себя в нужное состояние, погружать. Там, перечитываешь то, что ты сделал до этого, отключаешь все отвлекающие факторы, ставишь музыку, и постепенно, не с первого раза погружаешься, настраиваешься на нужную волну. Да? И когда-то там уже у тебя вдруг начинает что-то там получаться. Сначала ты занимаешься, может быть, конструированием, там, записываешь мысли, пытаешься структурироваться, и потом у тебя начинается какой-то free flow, ассоциативное мышление, с одного тебя перебрасывает на другое. Я вот сейчас, в принципе, поняв, что бессмысленно себя принуждать двигаться по структуре, то есть это очень много требуется сил, ты все время отвлекаешься на что-то, мысли перескакивают, и результат не факт, что хороший. Я перешел к другому, я просто записываю поток сознания. То есть я беру компьютер, открываю, мне нужно о чем-то подумать, я написал типа абзац про то, что я собирался думать, он вдруг меня перекинул на другую мысль, тоже связанную с... То есть я не заставляю себя нарочно вернуться все-таки, нет, давай к тому порядку вернемся, нет. Записал дальше то, что хотел. То, что вдруг о чем подумал, а тут меня еще куда-то перешвырнуло, потом еще куда-то перешвырнуло. Я все это записываю, и постепенно вот так мозаикой начинает ассоциативно складываться какая-то вещь. То есть какие-то решения приходят, неожиданные иногда и внезапные, которые я бы архитектурно не простроил. Да? То есть просто запись как бы потока сознания. Ну, если отвлекаешься, надо себя, конечно, к теме возвращать. Вот так. Но это в любом случае это вопрос настройки и вопрос того, что ты себя как бы заставляешь, принуждаешь этим заниматься. Может быть, в процессе какое-то у тебя просветление произойдет. Мне там ряд идей приходил удачных, например, когда утром идешь в душ после постели, вдруг, как бы ты об этом не думал, но вдруг раз, и тебе какая-то пришла вот, ну, там, решение. Ну, видимо, это там работа подсознания ночная, да, которая там раз, приготовился, там, пирожок испекся к утру. Ты достаешь его и вот как бы используешь. Часто бывают хорошие идеи. Но в общем, это не каждый раз, когда Дарью Донцову ведет какая-то небесная рука. Она движет твоим этим пером, и она говорит, я не понимаю, как это происходит со мной. Вот. Дарья Донцова, кстати, может быть, в следующем году. Да, ну вот. Давайте сделаем паузу. Да, у нас с подключением мы
С большой честью передаем слово Московской губернской универсальной библиотеке. Пожалуйста, нас просим Москву подключиться. Модератор Игорь Новиков. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья. Очень рады сегодняшнему мероприятию. Для приветствия от Московской области приглашаю нашего замечательного директора Елену Романовну Замышляченко. Добрый день. Мы приветствуем вас. Действительно, очень рады принять участие в этом мастер-классе, в этой встрече. Московская губернская библиотека присоединяется, как и все 950 библиотек нашей Московской области. Завтра все наши подмосковные библиотеки, конечно, будут участвовать в тотальном диктанте. Это наша уже не первый год история. Мы все очень активно. И сейчас в библиотеке мы просто замечаем в нашей Московской области в библиотеках такой потрясающий бум, когда к нам приходят все больше и больше молодежь и участвуют и не только в тотальном диктанте, и в жизни библиотек, приходят к нам на работу, приходят к нам на мероприятия, ведут мероприятия в качестве волонтеров и различные активности предлагают, которые мы подхватываем. И, конечно, Дмитрий, мы очень надеемся, что мы увидим вас в Московской области на встрече. Мы вас приглашаем и будем очень рады этому. Спасибо большое. Не буду отнимать время на драгоценные вопросы, которые у нас тоже накопились. Спасибо. Да, у нас есть несколько вопросов, подготовленных из зала. Кость, как раз-таки я знаю, что ты ждал это с нетерпением. Кирилл, дашь микрофон? Добрый день. Здрасте. Вот, я хочу задать два вопроса, если можно, так один кратенький. Во-первых, хочу спросить про, последнее, насколько я понимаю, ваше произведение. Это как сценарист вы были автором сериала «Топи», который мы с удовольствием посмотрели с женой. Поэтому вопрос, будет ли продолжение, потому что концовка такая, сами знаете, очень интересная, версий всяких много. С моей точки зрения, продолжение невозможно, потому что тайна раскрыта. Да? Мы не понимали весь сериал, что там такое происходит, и на этом ощущении недоумения и любопытства, удовлетворения любопытства двигался дальше сюжет. Ответ дан. Готовы ли вы принять одну трактовку или другую, это вопрос к вам. Но тем не менее, формально ответ рационалистический дан на вопросы. И дальше уже смысла вести этот сюжет нет. И потом, знаете, у меня много других всяких историй и идей в голове. Я не сторонник того, чтобы, знаете, анекдот про алкоголика и кошку дохлую. Когда жена, чтобы отвадить своего мужа от алкоголизма, бросила в банку с самогоном дохлую кошку и легла спать. Просыпается утром, слышит, как он идет на кухню, он там кошку вот так вот отжимает и говорит: киска, еще одну капельку. Вот. И, в общем, я противник того, чтобы выжимать дохлых кошек, поэтому будут другие еще сюжеты, может быть, они будут не менее интересными, а эта история закончена. Будут ли у вас еще проекты такие же с кино связанные? Я надеюсь, что рано или поздно выйдет экранизация «Метро 2033». И кроме того, у меня есть аудиосериал под названием «Пост», который выходил на сервисе Storytel, и сейчас он доступен на других тоже сервисах в формате аудиокниги, в моей собственной авторской начитке. Я там читаю по ролям, пробую себя, в актерском амплуа. Вышла первая часть 1,5 года назад, и сейчас выходит буквально через пару недель вторая часть этого поста, и потом он выйдет еще на бумаге. Это ближайшая какая-то перспектива. То есть я в районе Нового года закончил работу над этой вещью, и она буквально на днях, собственно, будет опубликована. Тоже в авторской начитке. Я думаю, что вам, если вы интересуетесь, просто ищете какие-то новинки, это ближайшая вещь, которую стоит ждать. Хорошо. Добрый день, Дмитрий. Мы библиотекари, и, конечно же, нас интересует такой вопрос. Что вы рекомендовали бы почитать нашим молодым читателям, может быть, взрослому поколению, может быть, вы как профессионал, не только свои книги, вы, может быть, читаете кого-то и вдохновляетесь, может быть, кем-то. Что стоит почитать сегодня?
такой простой вопрос. Из актуальной вы имеете в виду или вообще? Ну, такое, знаете, не актуальное и не то, что вот модное, может быть. Я хочу такое, чтобы это было полезно для того, чтобы вырасти хорошим человеком, для того, чтобы, и даже если вырос, чтобы продолжать эту хорошую жизнь и жить хорошо. Я хочу жить хорошо. Что Вы ставите взаимоисключающие условия. Нужно читать одни книги, чтобы вырасти хорошим человеком, и другие, чтобы жить хорошо, понимаете? Вот. Потому что часто бывает так, что чтобы жить хорошо, нужно быть плохим человеком. В общем, беда-то. нас очень вдохновила ваша эмпатии, мысль о том, что женщины тоже люди, и мы подумали, что женщины, мы хотим быть не просто людьми, а хотим еще хорошо жить, вот мы, все наши женщины. Да, но чтобы хорошо жить, мне кажется, очень важно рассчитывать в первую очередь на себя, да, и я понимаю, что в целом в связи с рядом ограничений социальных, больше чем биологических, женщине, чтобы хорошо жить, нужно было сделать правильный выбор мужчины, но в сегодняшнем мире, мне кажется, мужчины чуть-чуть расслабились, и как бы вероятность ошибиться гораздо больше. Лучше вот рассчитывать на себя, мне кажется. Рассчитывать на себя, заниматься собственной как бы карьерой, бизнесом и так далее, и потом выбирать себе мужчину не за его перспективность, а за то, насколько он с тобой душевно совпадает, как он тебя там энергетически наполняет, насколько вы с ним вообще можете быть союзниками и партнерами, и делать какое-то общее дело. Я бы сказал, что это было бы, наверное, более правильным подходом, чем продолжать в мире, где, с одной стороны, мужчинам немножко выдернули ковер из-под ног, сказали, что проявление маскулинности уже не вполне легальны, и они такие чуть подрастерялись, как бы стали более субтильными, хлопают глазами. Вот. Ну, то есть либо одно, либо другое. Да? Если женщина более решительная, то мужчины менее решительные, потому что решительность — это сообщающиеся сосуды, где если в одном больше, то в другом меньше. Вот, в парах. Что касается книг, которые я бы рекомендовал читать, ну, если мы говорим о формировании подростков, наверное, да, вы про это говорите, то я бы просто обязательно полное собрание сочинений братьев Стругацких выставлял бы прямо на вход с какими-нибудь плакатами красивыми, чтобы сразу было понятно, про что это. Потому что они, во-первых, они претерпели огромную эволюцию от своих первых книг к своим последним книгам. Во-вторых, они не только про человеческие ситуации пишут, но и про общественные ситуации. И описывают различные там, и дилеммы этические, и моральные, с которыми люди сталкиваются. И вообще это правильно очень подспорье для того, чтобы вырастить думающего человека, и при этом просто написанное и очень увлекательное. Я бы вот совет дал такой, наверное. А чтобы развивать литературный вкус, я бы, может быть, предложил то, что мне лично очень помогло. Советская проза 30-х и 20-х годов, там это Зощенко, Бабель, Платонов. И мне лично кажется очень важным читать произведения Варлама Шаламова, которое помогает ставить все происходящее сейчас в некий исторический контекст, который нельзя забывать. Спасибо большое. Наверное, мы можем констатировать, да, что благодаря все-таки почти всем прочитанным, рекомендованным вам сейчас книгам, наверное, мы можем отнести себя к хорошим людям. Спасибо большое. Да. Спасибо Московской губернской библиотеке. Поаплодируем. Друзья, перемещаемся в наш зал и можем тоже, опять же, вставать и задавать вопросы. Ну, я тоже, вот, пользуясь случаем, возможностью как модератор, хочу спросить для себя, вот вообще для души что-то читаете, смотрите? Потому что, как бы, ну, когда это профессия, то уже невозможно, да, как бы без профессионального взгляда на это смотреть и оценивать. Ну, вот сильное произведение — это то произведение, которое заставляет тебя забыть о всем твоем аналитическом инструментарии. Когда ты начинаешь смотреть, может быть, чтобы чему-то там поучиться или сравнить себя с товарищами, там, с современными или старшими, и вдруг тебя уносит, и ты проживаешь эти эмоции вместе с героем, забыв, что они точно так же как бы с кем-то построены, сконструированы, как ты конструируешь и строишь свое. Вот. Я читаю преимущественно для того, чтобы восполнить какие-то пробелы в образовании, то есть для удовольствия. Я читал довольно давно последний раз. А вот кино смотрю, то и сериалы, в особенности те, которые просто, ну, мне интересно посмотреть. И это может быть самые разные вещи. Например? Ну, из последнего я посмотрел, например, «Эйфорию», есть такой сериал прикольный.
Еще больше мне понравился сериал, который называется значит, «Конец этого гребаного мира», тоже про подростков. До этого сериал смотрел «Дарк», «Берлин, Вавилон», «Перевал Дятлова» из наших смотрел, «Мертвые души», которые мне не понравились. Ну, в общем, кроме эротических сцен. Ну, в общем, то есть там всякое разное. Вот есть свободное какое-то время, какой-то пустой вечер, и, конечно, гораздо проще уговорить себя посмотреть сериал. А вот как начинаешь, ты уже втягиваешься, надо дальше, дальше, дальше. Там «Екатерина», вот этот английский сериал смешной, где там цветной каст. Вот. В общем, разное. И смотришь для развлечения. А вот читаю я больше для того, чтобы все-таки, во-первых, вспомнить, как это делается, а во-вторых, чему-то научиться у людей, которые в этом разбирались лучше, чем я. Пожалуйста. Хотел бы вас спросить, можно ли исправить наше государство путем реформ? Конечно, любое государство можно исправить путем реформ, если на это есть воля людей, находящихся во главе государства. Но текущий тренд консервативный. Государство боится начать реформы, потому что боится потерять над ними контроль. Оно боится опыта Советского Союза, который начинался с реформ, привел к распаду. И сейчас текущий тренд консервативный, максимально заморозить все общественные явления, заморозить общественную политическую деятельность, сохранить все как есть. Это главный императив, который существует. Поэтому я не думаю, что при нынешнем поколении правителей они вообще решатся на реформистскую деятельность. Я думаю, что сейчас нас ждет еще какое-то время консервативного тренда. Когда естественным путем они нас покинут, необходимость реформ будет уже очевидна, ее будет нельзя игнорировать. Но это часто так бывает. Редко, когда какой-то вдруг посреди своего правления какой-то президент или царь решает вдруг, что необходимо проводить реформу. Он либо к этому идет и набирает необходимый вес, преодолевает сопротивление своего окружения, пока на это решается, да? Либо это просто новое поколение приходит, которое понимает, что страна отстала, ее нужно... Россия, к сожалению, развивается скачкообразно, и не всегда эти скачки даются ей бескровно. Россия очень тяготит. Из-за того, что сложно, она очень организована, из-за того, что это, повторюсь, бывшая колониальная империя, для которой главная, в общем, скрепляющая идеология — это территория, которая еще боится эти территории растерять, и которая еще боится распада. Здесь все-таки каждый, в общем, даже реформаторы в итоге становятся консерваторами, потому что они понимают, что им реформы какие-то либерализационные не под силам. И заканчивается все обычно консервативным трендом. Ну вот иногда эти противоречия становятся, как в случае с Октябрьской революцией, настолько сильны, когда, так сказать, эта примораживающая тенденция уже вступает в конфликт с интересом абсолютного большинства населения, и это приводит, к сожалению, к революциям. Я думаю, что просвещение и постепенное вовлечение как можно большей части населения в настоящую политическую жизнь, повышение гражданского самосознания и подключение людей к какой-то повестке управленческой в низах должно этот вопрос постепенно разрешить. К сожалению, революции очень деструктивны, и они, прежде чем куда-то двинуть вперед, отбрасывают общество и экономику назад. Поэтому я сохраняю надежду на то, что все-таки мы можем развиваться эволюционно. Но я думаю, что должно смениться поколение все-таки вот этих людей, которые как бы, ну, они там уйдут на пенсию или еще что-то там, так сказать, по здоровью, ну, в общем. И тогда поколение, просто элементарно можно сравнить там Дмитрия Анатольевича Медведева, который просто, будучи на 10 лет младше, он более современный, подключенный к интернету, человек и так далее, да. Вот это поколение придет, условно говоря, к власти, и будет неизбежная какая-то модернизация и реформирование. Потому что, к сожалению, консервативный тренд, консервативная политика, она позволяет, да, сохранить ситуацию, но она препятствует модернизации. Вот. А без модернизации ты не можешь развиваться, у тебя перестает расти доход населения и так далее. Могу я еще один вопрос задать? Да. Наверное, вопрос банальный, конечно, но что думаете о прошедших протестах в США? США? Да, в США. Ну, просто. Ну, что, в принципе, как бы, ну, во-первых, люди засиделись на карантине. То есть, если бы их не держали на карантине, они же не существовали в состоянии подавленного страха, неопределенности, неизвестности, не было бы такого эмоционального выплеска. Да? С одной стороны. А с другой стороны, ну, нам эту повестку не понять и не прочувствовать, потому что они
у них выросло поколение, которым сейчас там 20-25 лет, они росли в риторике всеобщего равенства. Все равны, неважно какого-то цвета, неважно какой-то расы, ничего не важно, мы все равны. Но по факту этого не было. По факту существовала все равно институциональная дискриминация, черных и каких-то других цветных не было, не слишком успешных, не слишком богатых, их было мало в, не знаю, там, в каких-то управлении компаний и так далее. Очень трудно, когда ты находишься 200 лет в рабстве, взять и преуспеть. Есть какие-то очень ограниченные сферы, где это можно сделать. Где-то у тебя природный талант твой, не требующий образования. Например, ты музыкант потрясающий, да? Ты поэт, ты пишешь музыку, или ты спортсмен. И вот черные, собственно, преуспевали только в этих достаточно маленьких областях. Не было черного среднего класса. И при этом была системная дискриминация со стороны полиции, там, предубеждения в их отношении. И вот отсюда как бы здесь корни движения Black Lives Matter. Да? Нам кажется, что это дичь, но это никакая не дичь. Это они существуют в своей повестке, действительно, их там, они себя ощущают как дискриминируемых. То есть, условно говоря, если прибывает полиция на место происшествия и там белые, их просят как бы выйти с поднятыми руками. А приезжает полиция и там черные, полиция стреляет на поражение. Вот, и это как бы происходит. Поэтому их протесты, был повод для выплеска, и была накопленная напряженность, связанная не обязательно с расовыми вопросами. Просто люди очень долго прожили в заперти и в страхе. Ну, это нормально, что потом ты можешь это перенаправить совершенно в каком-то случайном направлении эту энергию, и протесты, может быть, не были бы такими отчаянными и яростными, если бы не вот эта вся ситуация с нервиком всеобщим. К тому же надо понимать, что черные гораздо худшего качества медицинское обслуживание получают, и смертность у них была гораздо выше, то есть они чувствовали дискриминацию еще и в этом. Да? Ну вот, так что я, в принципе, могу понять причины. И то, что у нас здесь над этим смеялись или издевались как-то, я совершенно не разделяю. Это не наша проблема, они пусть с своими расовыми историями разбираются сами. Я думаю, что все, что произошло, поможет преодолеть какой-то оставшийся, все еще существующий в Штатах институциональный расизм и сделать Штаты более честным, справедливым обществом. Будем надеяться. Можно самый последний вопрос, да? Можно автограф? После, да. Автографы и фотографирование после, можно быть. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть пара вопросов насчет творческого кризиса. Ведь у каждого автора... автора... уже начался он? Нет, у каждого автора рано или поздно начинается творческий кризис, и я хотел бы узнать, был ли у вас когда-нибудь творческий кризис, а если был, то как вы справились с ним, и что можете посоветовать авторам, неважно чего, у кого сейчас на данный момент творческий кризис, который, нечего аудитории сказать. Смотрите, если мы по творческим кризисам подразумеваем лень, то я из него не выходил. Нет, не лень, а то, что ему уже нечего сказать своей аудитории. А если по творческим кризисам мы подразумеваем, что нет идей, значит, надо пойти во внешний мир и пожить реальной жизнью. Потому что реальная жизнь и ситуации, через которые вы проходите, тебя наталкивает на идеи. То есть пока ты сидишь как бы и делаешь ремикс прочтенных книг, это одна тема, или посмотренных сериалов. Но и сериалы, и книги полны клише и не совсем соответствуют тому, как люди по факту функционируют, о чем мы здесь раньше говорили. То есть не надо рассчитывать, что, разумеется, так сказать, в вашем возрасте я тоже делал ремикс из того, что сам прочитал и посмотрел. Но если ты отправляешься в реальный мир и проходишь через некоторое количество каких-то драматических ситуаций, делаешь какие-то для себя жизненные открытия, тебе это естественным образом, если тебя ложится все на предрасположенность к тому, чтобы писать, придумывать, там, снимать и так далее, ты хочешь, это дать идеи для сюжета, скажем так, да? Не обязательно именно то, что с тобой произошло, может быть что-то, что произошло с кем-то там, или ты развиваешь какую-нибудь мысль, или доводишь какую-то ситуацию до абсурда, допустим, или ужесточаешь и драматизируешь. Вот. Поэтому если это кризис про то, что нет идей, значит идеи можно черпать во внешнем мире. И можно, и не стоит бояться погружения себя в какой-то реальный, иногда даже трэшовый опыт. Да? А если речь идет про лень, то это нормальное состояние любого творческого человека, никто не хочет никогда писать. Это в порядке вещей. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел бы задать вам такой вопрос, довольно простой.
Любите ли вы читать? Насколько много вы читаете? И какие ваши любимые писатели? Я раньше очень любил читать. Потом появился мобильный телефон. И он, к сожалению, подрубил. То есть я все еще очень много читаю. Я с утра до вечера в буквах, разумеется, но это уже, к сожалению, другие буквы. Мобильные телефоны, я считаю, это чудовищное изобретение, которое очень сильно подрубает нашу способность к фокусировке на длинных текстах. Даже в интернете все, что больше там 2 минут, это уже лонгрид, и тебя предупреждает осторожно лонгрид. Да. А в детстве как нормально, я читал вот такую книжку там за 2 дня, и все было окей. Так что я люблю все еще читать, и я текстовый совершенно человек, но моя способность к прочтению книг больших, она существенно снизилась. Так получается, что вот в самолете летишь, и отлично как бы вспоминаешь, я читать, оказывается, умею. Вот летишь там, не знаю, там 3 часа, прочитал 100 страниц, там Льва Толстого как раз, и думаешь, ничего себе, оказывается, все еще ты можешь. Но как ты лежит с тобой телефон, ты прочитал 2 страницы, что там в телефоне? Интересно, что в Инстаграме? Интересно, что раз прошло 20 минут. Такой, я же книжку читал. Вот. Поэтому такая история сложная. Вот. А что посоветую читать? Почитайте вот роман Джонатана Литтла «Благоволительницы». Почитайте Евгения Водолазкина «Лавр». Почитайте Геласимова. А какие ваши любимые писатели? Вот назва наша. Это из текущих, да. Ну, возьмите, почитайте Габриэля Гарсия Маркеса, Хорхе Луиса Борхеса и значит, Кастанеду, Карлоса Кастанеду или Хулио Кортасара. Здравствуйте, Дмитрий. У меня такой вопрос. Когда и как вы понимаете, что произведение готово для публикации? И когда вы читаете уже изданную книгу, то хотите ли вы что-то исправить или дополнить в определенных фрагментах? Я понимаю, что произведение готово для публикации, когда мне пишет редактор и говорит, что дедлайн уже был позавчера. Вот. После этого я перечитываю его там 2 раза и даю еще маме почитать. Значит, у меня мама читает и говорит, это никуда не годится. Вот. И потом, значит, ну, я с редакторами не работаю, в принципе, я бы с мамой не работал, но она заставляет. Ну вот, и иногда даю отдельный совет. Значит, далее, а что еще было? Какое? Когда вы читаете изданную книгу уже, хотите ли вы исправить или дополнить? Я не читаю изданные книги свои. Ну, бывает, что я взял так с полки, полистал, думаю, окей. Но, скажем так, я проживаю эмоции, испытываю там волнение и удовольствие от каких-то открытий, которые там совершаю в процессе работы над вещью. Но 2-3 прочтение уже я это прожил, отжил, и мне трудно испытать те же самые эмоции, да, поэтому я так уже более холодно, отстраненно читаю, как просто буквы. Но когда я придумаю какой-то сюжетный ход, или мне приходит в голову какая-то метафора, сравнение или языковой оборот, вот тогда я могу как бы словить какое-то удовольствие настоящее от себя. Спасибо. Вот. Но потом это трудно. Ну и потом, что там, в общем, сожалеть о том, что какие возможности упущены. Вот если когда я возвращаюсь к одному сюжету несколько раз, там вынужден, например, в случае с «Метро 2033», я возвращался к сюжету, когда было переиздание. Потом была адаптация под компьютерную игру, потом была 2-я часть. И каждый раз я наслаивал какие-то дополнительные уровни. И это я могу делать. То есть уточняя историю, дополняя ее какими-то героями, какими-то аспектами, находя какое-то более правильное объяснение, там, может быть, бессмысленным или необъясненным поступком героя. Это может быть. Но это, пожалуй, единственный случай. Ну или там вот в тексте. Когда ты, в общем, работаешь над адаптацией, тогда ты можешь перечитать с каким-то смыслом и пользой. Вот. А так просто с полки книжку снять, но есть гораздо более интересные книги, чем мои. Зачем мне тратить время? Я уже их читал, собственно, когда писал. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий. В одном из ваших интервью вы сказали, что хорошие книги не подвластны тлену. Какую из ваших написанных книг вы бы назвали такой? Вы знаете, они преследуют... Я думаю, что наименее подвластна тлену будет книга «Сумерки», потому что она наименее привязана к реальности. А книга «Текст», она, например, такая прямо очень про сегодняшний день или уже про вчерашний где-то. Но именно эту задачу я преследовал. Я не хотел никакую нетленку создавать, я хотел сделать литературный, точный, фотографически точный портрет страны, в которой мы живем, моего родного города Москвы. Тем, которые вот именно в этот момент были актуальны
состояние там умов и душ, которые в этот момент преобладали. И именно вот эти задачи текст решал. И бывает так иногда, что вещь вроде бы очень сиюминутная, оказывается при этом и вне времени. А бывает и что какая-то вещь, которая, казалось бы, писалась с прицелом в вечность, она очень быстро устаревает. Тут угадать нельзя. Я, в общем, в целом не очень обольщаюсь по поводу долговечности своих книг. Я только знаю, что «Метро 2033», вот его там допечатывают, допечатывают на всех языках, куда оно было переведено. Как это получилось, я не понимаю. Просто вот, ну, какой-то вот мой такой подростковый трип, такое приключение, путешествие в тот мир, который мне было интересно себе представить. Наверное, вот главный залог — это искренность и то, что тебе самому было интересно. Ты придумываешь те вещи, которые были бы интересны, ты описываешь то, что тебя самого завораживает, и надежда на то, что ты достаточно как бы банален и обычен для того, чтобы как можно больше людей этим заинтересовать, что у тебя не слишком какой-то экзотический внутренний мир. А у меня он не слишком экзотический. Понятно, спасибо за ответ. Спасибо. Здравствуйте. Ну, у меня скорее такой развлекательный вопрос. Вы смотрите аниме? Или как вы относитесь к японской культуре? Слушайте, я вообще к ней отношусь прекрасно, но не смотрю. Но, то есть я в большей степени смотрю, что, наверное, американские сериалы какие-то, да, или там немецкие какие-то сериалы, в общем, Netflix, условно говоря, Amazon и HBO, если говорить о популярной культуре. Из аниме, ну, я видел какие-то полнометражные ленты, которые мне нравились. Ну, Миядзаки, если считать аниме, конечно, я всего знаю. И сейчас с детьми его пересматриваю. И, ну, какие-то такие ленты типа «Железобетон», если вы знаете, вот очень крутая есть. Ну, то есть такие полный метр. Сериалы большие нет. Я знаю, что там есть «Евангелион», который, очевидно, очень крутой какой-то. Но взять и сейчас там перестать делать все и начать смотреть там 20 тысяч эпизодов «Евангелиона». Их всего 26, так что... Да, ну, может быть, я это сделаю, да. 26 сезонов или... 26 эпизодов. Окей, ну, может быть, я вот до этого дойду, да. Но, то есть, при этом я не осуждаю. Я считаю, что это очень круто, это какая-то, ну, не такая уж молодая теперь уже субкультура, да, скорее уже занимающая свою определенную нишу в мейнстриме. Вот, просто это вопрос, там, за что взяться. Вот ты думаешь посмотреть, я не знаю, там, Dark, или посмотреть там мультик какой-то. Ну вот если бы была хорошая компания, мне кто сказал, да, типа вот тебе там бокал красного, давай мультики смотреть. Ну я, может, посмотрел бы мультики. Мне сложно даже в игры по собственным книжкам играть. То есть это все равно ты преодолеваешь какую-то инерцию, надо как бы вникнуть в новых героев, разобраться в их проблемах. Это инвестиция эмоциональная. Или ты сможешь по какому-то поводу, да, там, приехал на фестиваль, вот посмотрел. Или там вот встречаюсь я с деятелями якутского кино, посмотрел фильм «Пугало». Прекрасный фильм, такая аритмия по-якутски, с плохим концом, надеюсь, никому не спойлерю. Вот. Но тем не менее, вот есть повод, посмотрел, заценил. Вот. Но с аниме такого пока массово как-то не возникает. Но сама по себе культура очень интересная, и мне нравится, она симпатичная. Спасибо за ответ. Спасибо. Ну что ж, мы движемся дальше. У нас третье подключение, и мы приветствуем руководителя проекта «Школа драматургов Арктики» Мила Кудряшова, Санкт-Петербург. Пожалуйста. Приветствуем с берегов самого Стального моря, с берегов Балтики. Большое спасибо, Дмитрий, что приняли участие в нашей школе. И у меня к вам вопрос, возвращающий в ваши далекие школьные годы. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз писали диктант и какие оценки вы получали за него? Ну, диктант пишут в начальных классах. А кто в каких классах пишет диктанты? Да ладно, да? Здесь учителя в аудитории. Давно вы учились в школе? Окей. Давненько я не брал в руки, да, так сказать. Ну, в общем, шашек, да. Вот, наверное, в 11 классе пишут диктанты. Изложения, сочинения, я помню, диктанты что-то. Все пишут, да? Но я не помню, писали ли мы до 11 класса диктанты. Сочинения, изложения я писал точно, с переменным успехом. Я просто, знаете как, правил не помню никаких. Но из-за того, что в детстве много читал и в юношестве, у меня это плюс-минус как на автомате все получается.
соблюдение основных правил русского языка, хотя с пунктуацией у меня личные отношения. Я очень люблю точку с запятой и двоеточие, и ставлю их как можно больше. Я считаю, что они недоиспользованы в русском языке. Есть кнопки на клавиатуре, и я люблю их нажимать. Вот. По поводу того, насколько у меня удачно вышло бы написать текст по, диктант по собственному тексту, я гарантии не даю, тем более, что те знаки препинания, которые предлагал я, потом филологический совет тотального диктанта очень вежливый, корректно меня попросил заменить на другие. Я сказал, это же авторская пунктуация. Они говорят, да, мы же там, понимаете, люди будут писать, они не надо их расстраивать. Они поставят не тот знак, не ту оценку получат, переживать будут. Я говорю, ладно, хорошо, окей, давайте, как вы скажете. Вот, так что вот так. Ну, еще вопрос, так как у нас школа и школа мастерства, вот кого бы из современных, может быть, российских, может быть, западных, ныне живущих писателей, вы бы посадили рядышком с собой, и у вас были бы к нему вопросы, кому бы вы пошли сам на мастер-класс? Ого, слушайте, во-первых, таких писателей немало, я хочу сказать. Да, я бы с удовольствием, во-первых, и есть такая возможность, поговорил бы как раз с автором романа «Благоволительницы» Джонатаном Литтлом. То есть я не очень понимаю, как это он сделал, тем более вроде бы за какие-то короткие сроки, за 3 месяца написал такую книгу по истории Второй мировой войны от лица немецкого офицера. И так еще с фантазией это сделано, и с такой скрупулезностью. Удивительное дело. Я бы с Евгением Водолазкиным наверняка с удовольствием бы поговорил. Разговаривал много с Захаром Прилепиным, пока, с тем не произошли некоторые изменения. Да, и даже мы с ним находились в приятельских отношениях. Дмитрий Быков, мне кажется, это какой-то сверхчеловек вообще. То есть я не понимаю, как в голове у человека может столько держаться информации. У меня она совершенно дырявая, и все выпадает. То есть есть немало людей, у которых можно было бы чему-то поучиться из современников. И я вообще совсем не считаю себя в достаточной степени мастеровитым. Я учусь каким-то вещам, постепенно набираясь опыта, но учиться можно всегда. Другое дело, что проще и надежнее, конечно, учиться у классиков, на примере тех текстов, когда ты уже понимаешь, как... То есть я до очень недавнего времени действовал исключительно по наитию и сам, в общем, осуществлял с наивно распахнутыми глазами те открытия, которые сделаны еще, Сократом и Платоном. После них, разумеется, всеми остальными. Но читая классику, то есть классикой становятся наиболее точные и изящные высказывания на неприходящие темы. Именно поэтому они проходят, в общем, отсев, отбор временем, фильтрацию и сохраняются для следующих поколений. Или еще можно включить что-то в школьную программу. Второй вариант. Тогда это тоже автоматический классик, потому что все прочитали и думают, что это классика. Так что, если хочешь учиться по-настоящему, то, наверное, на классике учиться лучше, потому что надежнее. А с другой стороны, поговорить с коллегой и обсудить, как он балансирует между наитием и архитектурой, между интуицией и расчетом, инженерией, и где он следует зову сердца, а где зову кармана, это тоже всегда очень интересный разговор. Да, потому что, разумеется, профессия писателя, писательское ремесло очень мистифицируется литературоведами и читателями, а в ней немало прозаического. Но прозаическое является таким искушением, которым ты хочешь, если вы понимаете, о чем я, противостоять. То есть тебе нужно кормить семью, а полагается думать о вечном. И как найти правильный этот фарватер между Сциллой и Харибдой, это большой вопрос. Так что всегда с коллегами есть что обсудить. Я вообще люблю с ними общаться, потому что когда я общаюсь с коллегами, я перестаю им завидовать и начинаю к ним относиться с человеческой симпатией. А к некоторым даже с состраданием. У нас есть вопросы, которые к нам поступили по разным средствам коммуникации. Пожалуйста. У нас трансляция идет еще на YouTube-канал, и там есть такой вопрос. Дмитрий, на какого своего персонажа из какого произведения вы похожи и почему? Задает зритель.
На данный момент я не похож ни на какого персонажа из своих произведений, но когда я писал «Метро-2033», я был похож вот на Артема из «Метро-2033». Скажем так, когда я писал «Сумерки», это была проекция меня и моих каких-то там страхов и какой-то социопатической, стеснительной стороны моей личности на условное будущее, да, но в итоге я вырос не таким, каким предполагал, что вырасту. То есть я себя себе представлял там, к 40 годам немножко другим. Со мной случился успех, он меня раскомплексовал, расслабил, с одной стороны. С другой стороны, конечно, он не мог не сделать меня более поверхностным. И мне приходится заниматься заземлением себя для того, чтобы не слишком отрываться от человека. Вот, от читателя. Это такой как бы процесс, мне кажется, тоже работы над собой. Вот. И в данный момент, ну, есть, знаете как, есть разные какие-то ипостаси, части биографии, там, детства, студенчества, которые я постепенно своим героям раздаю. И до последнего момента оставалось, то есть до последнего момента я преимущественно работал вот со своей как бы московской жизнью, подростковой и юношеской. Но все свои какие-то взрослые опыты я никуда не переносил пока что. Все свои международные космополитические опыты я никуда не переносил. Ну это в запасе у вас лежит, да? Да, это лежит в запасе, да, на следующие какие-то вещи. И свои детские опыты, вот эти деревенские, как бы связанные с моим детством, который я провел в Костромской области, в доме бабушки с дедушкой, там откуда моя мама родом, я тоже хранил вплоть до сериала «Топи», где я вот эти свои какие-то ностальгические такие впечатления о жизни в русской деревне туда перенес, наделил. Там, в этот мир как бы я частично обрисовал и вдохнул в него какую-то жизнь за счет своих детских воспоминаний и снов о том, что со мной происходило тогда. Да? Вот. Так что постепенно я раздаю своим героям части своего какого-то опыта и переживаний, воспоминаний и сомнений, и надежд и так далее. А вот когда все это кончится, вот тогда, наверное, наступит творческий кризис, про который говорил молодой человек, и тогда мне придется, значит, снова идти, видимо, в народ, там, да, ну вот, и черпать что-то свежее. Спасибо. И следующий вопрос каким-то чудом из Севастополя ко мне поступил. Звучит так. На ваш взгляд, какая литература сегодня является ориентиром для молодежи, и есть ли шанс у бумажных книг? Вы знаете, ну, у бумажных книг есть определенный шанс. Они, конечно, вряд ли будут таким мейнстримом, каким они были в 90-е годы, когда они были самым дешевым и самым массовым развлечением для людей, когда не было интернета, не было, значит, такого изобилия развлекательного видеоконтента, телевизор был скучный и пустой, значит, в кино еще ничего нормального толком не шло. А книга, которую ты покупаешь за 3 копейки, занимала тебя неделю. То есть это была гарантированным способом куда-то спрятаться от реальности. И реальность была довольно неуютной, и, в общем, хотелось из нее куда-то сбежать. Такой популярности бумажной книги, наверное, в ближайшее время с нами не случится, только если не отключат глобальный интернет. Точно. Вот. Если интернет отключат, мы вернемся к книгам от безвыходности. Да? Но если нет, то мы в таких количествах читать не будем. Но, тем не менее, сама по себе литература, даже если ее вытесняют из одной какой-то сферы, да, не будем забывать, что бумажная книга – это просто носитель. А до нее, в общем, были пергаменты, а до пергаментов были, значит, папирусы, а до папирусов были глиняные таблички, а после бумаги уже пришли пиксели, а теперь еще возвращается аудиоформат, и это не новый формат, потому что Гомер тоже им пользовался, будучи слепым человеком и рассказывая все это в устной форме. Литература при этом сама по себе, как сочетание сюжета, темы и искусства владения языком изящного, она бессмертна. Да? И она может там, мигрировать в какие-то полуформы, как сериал, который сам по себе структурирован как роман с точки зрения героев, их истории, взаимодействия и диалога. Да? Но там вот меньший акцент на язык, и на изящество, и на стимуляцию воображения. То есть литературе самой по себе я не думаю, что что-то грозит, потому что это главный, в общем, конструирование сюжета и мифа или документализация того, что с тобой происходит сегодня в жизни при помощи там, записи там, в какой-то сюжет, обличения в какую-то литературную
там, пересадка на литературную основу. Это главный способ осмысления жизни и отвлечения от нее. Да? Я не думаю, что человек от этого сможет отказаться. Это останется. Форма может меняться. Как мы можем сегодня Илон Маск при помощи имплантированного чипа заставил обезьяну играть в компьютерные игры. Что он имплантирует нам в мозг завтра, или что государство имплантирует завтра в мозг, и что нас заставит оно делать при помощи этого, или Илон Маск и американские корпорации, мы прогнозировать сами не можем. И это, наверное, и прекрасно. Потому что если бы каждый завтрашний день был похож на каждый вчерашний, это было бы скорее такое какое-то посмертие, чем настоящая жизнь с ее развитием. Вот. Но я уверен, что литература сама по себе так или иначе бессмертна. Что ж, друзья, у нас есть подарок такой, эпическое наследие народа Саха. Вы знаете, что Якутия — это родина тоже эпоса, который был признан шедевром нематериального наследия ЮНЕСКО. Это эпос Аланху. Надеемся, что эта книга, может быть, вас возбудит интерес к нашему эпическому наследию, может быть, появятся какие-то творческие мысли. И мы сейчас должны выбрать лучших наших авторов вопросов, чтобы наградить их книгами. Вот да. Давайте вспомним. Я так был сосредоточен на построении сложно подчиненных предложений, что я совершенно забыл все вопросы. Знаете, одну книжку мы отправим в Севастополь, потому что я по ряду причин, мне кажется, в ближайшее время не поеду к вам. Вот, да. Давайте мы прям подпишем вам на двоих. Вот девушка, когда задала вопрос, и мужчина в маске, он ушел. Мужчина какой-то. Он, к сожалению, убежал на работу, у него не было возможности остаться до конца, но мы им обязательно передадим. Спасибо, Дмитрий. Ну да. В общем, одна книжка вам. Я бы вам, конечно, дал за вопрос, можно ли про политику не разговаривать в книгах. Но потом мы разберемся, да. Давайте поблагодарим наших авторов. Это был хороший вопрос. Смелый вопрос. Смелый вопрос был. Значит, мне запомнился вопрос про творческий кризис. Он был немножко неожиданно. Человек в таком возрасте, мне кажется... Да, поэтому... Автор здесь, пожалуйста, встаньте, как вас зовут? Артем. Ну вот, тем более Артем. И тем более такое имя эмблематическое, да. И какие еще у нас были какие-то хорошие вопросы? Какие были вопросы? Севастополь, тоже подскажите, пожалуйста, как подписать, чьи имена написать? Владимиру Гнатко. Так, подпишем Владимиру Гнатко и компании. Что еще было у нас хорошего? Давайте вспомним. Кто задал вопросы? Давайте напомните. Так. Вот у вас был хороший, кстати, про женщину, да. Все. Вот у нас гендерно уравновешенный список победителей получился. Да. Разумно. Значит, мальчик про творческий кризис, девочка про то, как можно вообще представить себе женскую ментальность, не ходя в юбке, и человек из Севастополя. Который приглашал в гости. Который приглашал в гости в Севастополь, да. Я пока не поеду к вам. Вот, и потом отправлю вместе себя книжку. Как раз такой как бы билет в мой мир. Спасибо большое. Так, Владимир, у меня есть что-то. Владимиру Гнатко подписываем. На какую камеру? Вот, Владимиру Гнатко на ту камеру. Вы если пойдете сюда, вы не дойдете до меня. Это Севастополь. Вот, да, все, есть. Это одна. Эта книга уезжает в Севастополь. Город воинской славы. Дальше. Артем, пожалуйста, получайте. Спасибо. Желаю вам преодоления творческого кризиса. Артем затяжного. Девушка, вас как зовут? Сфотографировать? Елена. Спасибо большое. Хотим пожелать успешного завершения акции. Мы, конечно, очень рады тому, что Якутск принимает тотальный диктант. И будем вместе с вами, значит, передавать уже в следующем году следующему городу этот статус. Тоже будем ждать вас тогда, получается, на эту акцию. И у нас продолжится наша медиашкола, школа драматургов Арктики. В следующий раз с нами будет писатель и поэт, и драматург Владимир Федоров. Ура! Спасибо большое.